эфире. Так, ассаламу алейкум. Добрый вечер. Ассаламу алейкум. Сави. Так, сейчас посмотрим, как показывает. Все. Все, мы в эфире, все отлично. Так, Господи, это Юшарю. Ассаламу алейкум, еще раз добрый вечер, приветствуем всех. Сегодня у меня в гостях Хусейн Исханов, наш друг, представитель Ичкерии в Австрии, депутат, руководитель Ичкерия Фирайн, культурного центра Ичкерия в Австрии. Всем приветствую тебя. Ассаламу алейкум, добрый вечер, дорогие друзья. Рад приветствовать всех. Да, сегодня вы можете задавать вопросы Хусейну. Будете писать, Хусейн будет на них отвечать. Сегодня у нас будет такая свободная форма обсуждения. Будем обсуждать, в том числе вот убийство Гадамаури, убитого, ну и другие нехорошие вещи, которые с нами происходят. Так, еще раз всех приветствую. Хусейн, я тогда буду зачитывать все от них приветствия, все остальное. Так, Чину, ассаламу алейкум, хауми телефон чаусахой, ва алейкум салам, Чинхо. Так, как найти? Салам алейкум, алейкум салам, Машволь, Хусейн Ислам, ва алейкум салам. Как найти? Евген С. из Киева, братский привет всем. Привет, Евген, приветствую, Киев. Чеченец, сын, ассаламу алейкум, варахматуллахи ва баракатуху, алейкум салам. Так, Рустам, буду, как ваше здоровье? Все хорошо. Ассаламу алейкум, Машволь, Хусейн, говорит, Маш дада. Алейкум салам. Вай Пайс. Хусейн, будет ли митинг в Вене 6 сентября и где? Ну, в этом году в Вене будет несколько мероприятий, которые в разных районах Вены будут проведены. Одно из мероприятий будет возле Шварценберг плац, это где памятник советскому солдату. Разные группы там будут проводить сейчас. Хорошо, что не мы одни это делаем, сейчас нас много. И есть возможность проводить разного рода мероприятия одновременно в нескольких местах. По Вене, по Австрии, в смысле, так хотелось бы, чтобы во всех странах такое было, чтобы не одни и те же люди постоянно проводили мероприятия, чтобы подключались новые люди, подсоединялись молодежь, и чтобы информацию о нашем положении, нашем состоянии нашего общества и беде, которая нас постигла, и о наших достижениях, знал весь мир. Не только мы, чеченцы, между собой об этом говорили, но мы должны доносить информацию до всего мира доступными методами. Это какие-то демонстрации, какие-то вечера, посвященные тем или иным событиям. А только так можно рассказать, что случилось с нами. Тут задают вопрос по поводу Хусейна Гадамаури, убитого. Сейчас, одну минутку. Бехмобиль. Так. Спасибо. Так, по поводу Гадамаури был тут вопрос. Сейчас я вам тут подробно расскажу. В 2017 году был экстрадирован Хусейн Гадамаури по требованию России был выслан. И вот, как известно, 6 августа вечером
проходила контртеррористическая операция. Я так понимаю, 6 августа, это День Победы, видимо, была дата выбрана не случайно. День Победы Чеченской Республики Ичкерия против Российской империи. И были убиты Муслим Юлоев, Хусейн Гадамаури, и среди убитых оказался Хусейн Гадамаури, который был выслан из России, из Германии в Россию в 2017 году. Таких людей, которых отсюда высылают, и потом с ними происходят разные нехорошие вещи, происходят не только с Германии, из других регионов, из других стран Европы, происходит систематически. Мы об этом говорим, мы об этом проводим по этому поводу митинги, разные, проводим другие акции, но пока недостаточно то, что делаем, видимо, раз выдают. И если у вас есть какие-нибудь подобные факты, вы можете об этом говорить, мы их будем сегодня озвучивать и об этом сегодня будем говорить. Да, вот эти выдача в страну, с которой люди бежали в поисках защиты, это вообще нонсенс. Такое может происходить только с нами, с чеченцами, потому что с одной стороны в этом виноваты, как бы в какой-то мере виноваты, так образно говоря, не прямая вина, наша бездеятельность, можно сказать, или маленькая активность, когда люди сами не хотят защитить свои права, когда люди не выходят на какие-то мероприятия, на какие-то демонстрации, даже по поводу уже совершившегося убийства, не только что там кого-то пытаются депортировать, и нам надо включиться и попытаться спасти его. Именно даже после того, как человека явно убили, мы видим это по Австрии, там, по другим, по Берлину, да, где мы там демонстрации проводили после убийства Фангашвили. Выходит очень мало людей. Ведь за нами наблюдают, смотрят нашу реакцию. Если наша реакция заставляет думать, что нам все равно, убивают нас, выдают нас или нет, естественно, все эти служащие, которые работают в разных этих учреждениях, им приходит бумага, они смотрят бумагу, так, Россия запросила такого-то, такого-то. Этот полицейский или там служащий какой-то, да, он же не знает ни этого Хусейна, там, ни другого, ни третьего, кого выслали. Они видят перед собой бумагу и запрос России. В России запрос написано, что этот человек совершил на территории России там страшные убийства, да, и какие-то там преступления. Они не говорят, в какой период было, не говорят, что в период оккупации российскими войсками, да, человек, вышел защитить свою родину, взял в руки оружие и стрелял во врага. Они не так это, они преподносят так, как будто в мирное время ты вышел с автоматом, пострелял русских бедных солдат, и в результате получается, что вот этот клерк, который сидит, немец, австриец, там, француз, разницы никакой нету, то есть у него не болит душа, он видит запрос и так думает, значит, раз плохой, надо его выслать. То есть это говорит о том, что следующим, да, каждый может очутиться из нас в этой очереди. Это такая своего рода очередь. И мы сидим, мы же чувствуем, мы же не один день здесь как бы ни одного человека выслали, вот одного выслали, потом двоих выслали, так, там нормально прошло, троих выслали, потом еще больше выслали, там, под разными поводами. Вот любой человек, я всегда это повторяю, для меня лично, да, и для Аслана, например, неважно, там пытаются некоторые говорить, вот мы там эту группу каких-то не любим, там джамаатовцев не любим, там кого-то. Это все ерунда. Для нас любой чеченец, да, и любой человек, не то что чеченец, даже будь он украинец со своими проблемами, будь это белорусы, грузины, люди, которые страдают от российского режима, для нас это братья все. Неважно, какая у него религия, там, какая там, политическая платформа, на которой он стоит. То есть эти все люди должны быть защищены. Это мы все должны понимать, что мы защищая их, защищаем сами себя.
Так, Джохар Дудаев. Ассаламу алейкум, братья и сестры. Алейкум салам. Дью Франц, как вы думаете, есть ли перспективы Анзора Масхадова активно внедриться в политику и как-то активно развивать партию? Дью Франц. Ну, насчет партии мы находимся, во-первых, да, если говорить насчет о партиях, мы находимся в разных государствах. Мы должны учитывать вот эту объективную действительность. У нас здесь есть правительство Чеченской Республики Ичкерия во главе с Ахмедом Закаевым. Всем, кто хочет заниматься политикой за рубежом, есть большая платформа. И очень много дел и для Масхадова Анзора, и для меня, и для кого угодно. То есть надо просто подключаться и работать. И от того, что мы создадим 10 партий, да, во-первых, это в разных странах надо создавать в каждой стране по одной партии, тогда или по месту жительства создавать партии. А партия может быть создана только в государстве, в котором ты живешь, на основании законов, которые там существуют. Это будет партия, например, той страны, в которой ты живешь. Вот там можешь создать партию. А так создавать какую-то чеченскую партию, я не думаю, что есть необходимость, потому что мы и так поделены, и так нас настолько мало, да, что нам надо в одну соединяться, а не наоборот разъединяться. И поэтому я немножко так без оптимизма смотрю на эти вещи. Так, скажите, как там со стримом? Не зависает стрим? Не зависает? Напишите, пожалуйста. По поводу партии пару слов еще хочу добавить, чтобы пока ты читаешь. У нас основная задача на сегодняшний день у чеченцев, проживающих по всему миру, мы живем, как мы знаем, более 250 тысяч в разных странах. Наша задача деоккупировать нашу страну. Это единственная наша задача на сегодняшний день. У нас не стоит задача выбрать там парламент, выбрать там руководство, выбрать какое-то новое правительство. То есть это может быть в действующем государстве. Сегодня нам надо консолидироваться вокруг тех людей, которые уже себя проявили, и проявили достаточно хорошо и жестко. Сегодня, пока у них есть здоровье, и пока есть силы, и инициатива, и аргументируют хорошо свои позиции, надо просто помогать этим людям. Сегодня мы не можем ничего сделать большего, чем мы делаем сейчас, на данный момент. Это для того, чтобы больше было сделано, нужно подключить молодежь, да? Подключить молодежь из разных стран, чтобы эти молодые люди говорили на иностранных языках, на языке проживания хотя бы в той стране, в которой он живет. Там создать какие-то культурные центры, там создавать какие-то общества, чтобы они могли интегрироваться, они могли на доступном языке этого народа, где они проживают, рассказывать о наших бедах. А то получается, что мы сидим, делаем большую политику, сидя в Фейсбуке или в Инстаграме и на чеченском, и между собой. И говорим, ох, как я этому сказал, ох, как я это сделал. И оно, в принципе, остается между нами. Никакого диалога с теми людьми, у которых мы как бы мысленно хотим попросить помощь, но не умеем, не знаем, как это сделать. Диалога не получается, нас не понимают. Поэтому здесь важная задача, да, чтобы найти людей, которые говорят на языке английский, немецкий, французский и так далее. На этом языке. И надо говорить языком, еще очень важно, языком, ну, имеется в виду не иностранный здесь язык, да, дипломатическим языком, который люди понимают, который люди хотят слышать от нас. Не религиозной риторикой, да, говорить, а именно нормальным дипломатическим языком. Когда ты хочешь, чтобы тебе помогли, как бы ты, например, был бы голодный и ходил бы, сказал бы, слушай, извини, я кушать хочу, дай мне что-нибудь поесть. Вот так красиво надо говорить дипломатическим языком. Помогите нашему народу, мы в беде, мы вот такие, там язык у нас пропадает, все такое. То есть надо вот таких людей искать нам, всем надо искать, работать, и мы готовы помогать этим людям, естественно, если они найдутся таковыми.
Спасибо, Хусейн. Так. Мгм. Так, золотые слова Хусейна про цель чеченцев, это Израиль говорит. Ассаламу алейкум, Учкери Кенти, Асан Керимов говорит, ва алейкум салам. Чеченский след, Рязанский сахар. На данный момент есть некоторые ассоциации, некоторые деятели, которые ведут работу против правительства Чили, против наших лидеров, наших героев. Говорит, чеченский след, Рязанский сахар. Так, витаю, пановний, говорит Кингбом. Витаю, Кингбом. Мила Юрьевич, быть очень образованным профессионалом во всех отраслях. Страна строится так. Строится с успеха начала всех объединения своих. Магомед Кураев, ассаламу алейкум, хас хиш шугич дал эту бойл багонта. Ва алейкум салам. Амин. Евгений С. Привет, привет, Евгений. Так, добро пожаловать в чат. Не забывайте о конфиденциальности своих данных. Соблюдайте принципы нашего сообщества. Ставьте лайки и подписывайтесь на реалити о Арцую Асан. Пусть люди узнают правду. Мистер Икс, гутен абент Аслан, гутен абент, мистер Икс. Здесь как найти, предварительно сказав, что он не провокатор, задает вопрос по поводу того, что ты писал заявление на австрийских каких-то чеченцев, и ну, тебя, в принципе, вот обвиняли, что Умара Анзора из Вены, что ты написал заявление, и что ты сказал, что он в Сирии. Если хочешь, расскажи, пожалуйста. Ну, эта тема, конечно, для меня, да? Да, чтобы поместились. Да. Для меня очень неприятная тема, потому что Анзора уже нет в живых, мы не можем у него спросить, было ли это так или нет. Остальное все это домыслы, и то, что я буду сейчас говорить, и там получится как это оправдание, что ли, что-то такое. Но я могу сказать, что я Анзора видел всего в своей жизни 2 раза. У меня есть 1000 свидетелей, которые могут это подтвердить. И с Анзором у меня никаких ни дружеских, ни недружеских, тем более вообще отношений не было. Ни телефонных разговоров не было, вообще никак. Анзор попал в беду. Вот если кто помнит, по-моему, позапрошлом году, в 2019 году, кажется, да, на Дунае был такой большой сход там чеченцев с оружием и прочие дела. В общем, разборки такие, как бы, да. Но эти разборки были спровоцированы, как бы, тоже там, как называемые кадыровцы, там, и не кадыровцы. В общем, там была какая-то провокация между ними. Я, в общем, в детали там не вдавался в детали, но наши газеты, австрийские газеты, писали, что это как бы внутричеченские разборки. Вот я там попытался объяснить, что это не внутричеченские разборки, потому что нету никаких внутричеченских разборок. У нас не было войны, ни гражданской, никакой войны не было. Мы жертвы всей войны, и вот эти вот последствия войны, когда часть населения Так, мы пока еще висим. Ну вот сейчас что-то там началось. Вот, по-моему, да. Появились. Так, Хусейн, мы продолжим, остановились на том, что ты не был лично один раз с ним, да, или 2 раза знаком? Да, я всего 2 раза с ним, повторю, да, я Анзора видел и разговаривал с ним всего 2 раза. Один раз у него, первый раз, когда я его видел, много лет назад, у него забрали детей, и я пытался помочь, чтобы детей вернули. Второй раз он пришел на демонстрацию 23 февраля, это где-то год 2000, может быть, 18-19, точно уже не помню. Там тоже короткое, и то не столько со мной, сколько с моими товарищами разговаривал, но я только не поздоровался. И все. А вот в этот день, о котором сейчас пытаются там рассказывать, мне позвонила некая Денисенко, да, которую я тоже лично никогда не видел, но видел, что в интернете она там очень активная против бойцов, которые... Ну, она против Акуева была. Акуева, да, Осмаева, Акуева, там против них она вообще так жестоко, в общем,
ну, не знаю там, какие у них между ними отношения, но было достаточно неприятно читать пасквили, которые она пишет, и там другие против нее. В общем, она звонит мне утром и говорит, либо мы, вот рядом со мной стоит жена Анзора, вот звоню, она мне говорит, и Анзор сидит в депортационной тюрьме. Я говорю, а как он туда попал? Ну, он же сидел, я даже не знал, что он сидел в тюрьме, оказывается, он здесь сидел в тюрьме, его посадили. Я говорю, ты знаешь, и как ему можно помочь? Можем мы встретиться? Я говорю, конечно, мы можем встретиться, никакой проблемы нету. Но помочь ему, если он сидел в тюрьме, то будет сложновато, потому что в Австрии принят закон, если человек имеет уголовную статью, то, скорее всего, депортируют. Да, ну это везде так сейчас, по всей Европе, по-моему. И вот единственное, эти слова. И мы договорились на завтра, она что должна была после встречи с Анзором мне позвонить, и мы должны были встретиться. После того, как она встретилась с Анзором, не знаю, навряд ли она встретилась, видимо, она поехала в аэропорт, и там находится депортационная тюрьма, и судя по их разговору по телефону, то, что я слышал, они, наверное, вот так по телефону говорили, и она упомянула там меня, и сказала, что я сказал, якобы он в Сирию поехал. Я понимаю, если бы я сказал, что Анзор пошел бы там в какое-то место, да, где какой-то, да, в бар пошел бы, еще, там еще, я понимаю, но говорить, что он пошел, что в Сирию пошел, у него никаких не было на то никаких ни причин, ни предпосылок, что он может поехать. Абсолютно никакого в этом плане разговора не было. Как я могу сказать человеку, что он пошел в Сирию? Тем более, кто такая Денисенко, чтобы я ей такие вещи говорил. Да, то есть тут вот такая глупая вот эта ситуация, но я думаю, что это Денисенко, судя по тому, что они друг друга как бы записывали, да, когда я понимаю, если люди, которые доверяют друг другу, они не могут записывать. Если мы с тобой разговариваем, может, в голову не придет, чтобы записать твой разговор, мне и мой тебе. То здесь запись, и здесь идет запись специально для того, чтобы провоцировать потом на будущем, я не знаю как. То есть сейчас это дело каким-то образом всплыло там. Ну, мы видим сейчас подводные течения, очень многие, когда пытаются более-менее активных людей, ну как бы нейтрализовать, да, вот так скажем. Если так не получится путем убийства, там, запугивания, там, дискредитации, много вариантов. Да, совершенно верно. Вся обвинительная часть, которая строится по поводу Хусейна Исханова, я как бы тоже был в курсе всего этого, общался с некоторыми людьми, которые задавали вопросы. Все обвинение Хусейну строилось на том, что сказала Денисенко. Не знаю, она ФСБшница, она ГРУшница или просто мошенница какая-нибудь, аферистка. Но все строилось на том, что Анзор, не доверяя человеку, как Хусейн правильно сказал, записывал. И, соответственно, она тоже, наверное, записывала. И все построилось на том, что сказала Денисенко. Ни Анзор Далде Алвойли Мамихан Умаров не высказывал, вы знали, Анзор не держал бы в себе какие-нибудь вещи, не высказывал при жизни никаких претензий к Хусейну Исханову, ни к кому-либо, потому что Хусейн Исханов, во-первых, не говорил и не мог сказать. И там даже в разговоре с ней он там говорит, это Хусейн сказал, да, и все. Ну и что, просто какая-то КГБшница или аферистка, мошенница сказала что-то. Приблизительно, знаете, не акцентируя внимание на сути, у нас принято акцентировать внимание на интонацию и на то, что говорит тот диктор, который преподносит это. Да? Например, преподносилось также, что я хотел узнать адрес у человека, чтобы ему навредить, чтобы там его какую-то ему гадость сделать. Хотя на самом деле все с ровностью наоборот оказалось. Да? Я отдавал свой адрес, я отдавал свою доверенность, я помогал, предлагал помощь, помогал, и потом выяснилось. И поэтому все, что вы говорите, вот те обвинения, которые строятся, они не имеют под собой никаких оснований. Знаете, такой прием есть, тухлая рыба называется у КГБшников.
они на вас бросают вот эту грязь, вот эту дезинформацию, и вы уже начинаете оправдываться, очищаться от этой тухлой рыбы, но даже после того, как вы очистились ее, убрали с себя, тот запах, который принесла эта рыба, он остается. И вот это такой прием. Вас могут обвинить в чем угодно, там, едите детей, там, участвуйте в каких-то террористических актах. Да, абсолютно нелепо обвинять Анзора в участии в войне в Сирии, потому что Анзор не был радикальным, и нет никаких оснований, кроме слов Денисенко. Да. И вот сейчас мы все обсуждаем слова Денисенко, потому что какие-то провокаторы решили бросить вот именно эту информацию, чтобы опорочить человека, который всю свою жизнь стоит на страже нашей государственности, не словами, а делами доказал всю эту свою приверженность нашим принципам, нашим необходимым для существования государства идеалам, да, если так можно сказать. И какие-то люди без, как говорится, без багажа у себя, да, которые не имеют никаких заслуг ни перед кем вообще, кроме работы на российские спецслужбы. Вот мы ссылаемся на них, что абсолютно неверно, и даже обсуждать это неверно. Да, даже обсуждать. Хотя это будет продолжаться, потому что реально дела вот именно по привлечению, да, у нас много нет дел, мы не занимаемся какими-то там крупными делами, мы не располагаем большими финансами, у нас нет достаточных кадров, да, для того, чтобы там на нужные места расставить людей. Но при всем при этом в Австрии, в Вене Хусейн со своей командой, со своими товарищами проводит огромную работу. И когда вы начинаете, вот попробуйте, любой, кто задает вопросы, начать какую-то работу открыто, прямо и именно нанося вред врагу. И вы увидите сразу же, что вы станете самым плохим, самым гнусным, самым опасным, самым плохим человеком на этой земле вы станете. Потому что есть как специальная агентура, которая работает, чтобы вас дискредитировать, сбить желание, убить у вас желание работать, трудиться. И в конце концов, если все эти методы не получаются, физически вас ликвидировать. Пытать ваших родственников, угрожать вам, мешать вам всячески. Все это будет присутствовать. И вы увидите, как вас тоже начнут обвинять. Просто начните делать что-либо, и вы поймете все сами. Я хочу один дополнение к этому. В 1995 году, когда мы были в Ведено, главный штаб вооруженных сил Чеченской республики Ичкерия находился в Ведено, туда приезжали журналисты и как-то принесли журнал «Солдат удачи» назывался. И просто все время, вот, помню этот журнал, читал его, и вот эта ситуация, которая с нами сегодня складывается, там была четко описана. Там был такой командир, шейх Масуд, которого никак не могли одолеть. Он был очень такой авторитетный, которого не могли одолеть, но такой авторитетный человек. И вот эти русские спецслужбы ничего не могли сделать с его авторитетом. И тогда они что делают? Берут, вот было описано, как эта операция проходила. Уничтожили где-то российскую колонну, да, там в Афганистане. Все об этом слышали. Ну, как нашу Ярыш-Марды, да, все знают, что Ярыш-Марды там уничтожили колонну. Агент приходит на базар и говорит: вы слышали, вчера там колонну уничтожили, русских, такую большую колонну, и все, и больше ничего не говорит. Эти слухи расходятся, там убили столько, там уже люди досочиняют, какая была колонна, сколько машин, сколько солдат. Потом на второй день, ну, через какую-то неделю, может быть, опять агент приходит, слушает, как слухи преобразовались уже в цифры. И потом говорит: вы знаете, там оказывается, я вот узнал, слышал, вернее, в этой колонии везли зарплату для военнослужащих такой-то армии. Он не называет сумму, ничего, просто говорит, вот вкинул информацию, что везли деньги. Афганцы такие же, как мы, бедолаги на тот период. Да, и деньги сразу играют, вот это слово деньги играет огромную роль.
И этот агент не говорит, сколько денег, для какой армии, сколько в армии человек и так далее. То есть уже дает возможность этим людям самим посчитать количество солдат в армии, там какую сумму и в какую сумму выходит эта казна, которая на армию выделены деньги, и в какой валюте еще сами сочиняют. Потом уже эти суммы, естественно, там миллионами переваливают, эти агенты слушают, и потом приходят очередной раз и говорят, когда уже волна пошла, что там хороший куш попал в руки маджахедов, да, приходят, а вы слышали, что шейх Масуд, говорят, шейх Масуд купил себе виллу на каком-то острове. Дальше уже. Да, вот точно такая же история, да. Если, может быть, кто помнит, в 2003 году была точно такая же, один в один история с нашим министром иностранного дела Ильясом Ахмадовым. В Грозном была газета «Сегодня», которую с БТРов скидывали туда, да. У меня была эта газета, я, к сожалению, ее потом не сохранил. Там была фотография виллы Ахмада Ильяса Ахмадова, министра иностранных дел Чеченской республики Ичкерия. И написано, вот пока вы тут воюете, министр иностранных дел купил себе виллу, там все такое, все такое. А вы типа, как один известный сказал, а вы лохи, да, или как там. Да. Это когда по воде ходят. Так. Ибрагим Х. По словам сокурсника Путина Юрия Швеца, ФСБ сливает свою агентуру в Европе и США ЦРУ. Видео находится на канале Олеся Бацман от 28 августа. Аслан, что ты по этому поводу думаешь? Я не знаю ничего по этому поводу. Я что-то слышал, по-моему, я смотрел это интервью, но не могу ничего сказать. В Швеции, наверное, есть какие-то источники информации. Так, как найти? Тут говорит, что он напоминает, что он это говорил не для того, чтобы задавал этот вопрос по поводу вот, Денисенко, вот это, а для того, чтобы ты как бы, дал, да, по поводу опровержения. Хороший вопрос, конечно, актуальный. Я думаю, что я достаточно ответил на него тоже. Так, Аслану и всем врагам Кацапстана привет из Украины. Привет, Станис Насвайка. Так. Как найти? Это плохой запах остается у недалеких людей. Да, ну, видите, живет зато этот запах. Так, Маждада, я у арабов спрашиваю про Сирию, всем все равно. Некоторые даже Путина восхваляют. Это тоже правда. Так, чеченский след Рязанский сахар. Да, это Денисенко думала, что она играет с Анзором. На самом деле Анзор ее играл. Назови любое имя, она сказала бы, да, жизнь 007, она такая. Так, Дух Свободы, ассаламу алейкум, добрый вечер, Маш уважающий Хусейн у нас в гостях. Говорит, ва алейкум салам. Рамзан Дудаев, ссылаться на Денисенко огромная глупость. Даже Анзор, который с ней общался, говорил, что она за деньги продаст и родину, и родителей. Да, и мать родную, он говорил, мне кажется. Так. Тебулосунта. Денисенко сама есть боевая ФСБшная тухлая слизь. Но дело в том, что все, кто ссылается на Денисенко, да, и которые пытаются, как бы это сказала Денисенко, приводить ее как качество доказательства, сами, я думаю, недалеко от этой Денисенко, в принципе, ушли. Если на такую особу можно ссылаться и пытаться какую-то лить грязь на кого-либо. Да, и льют-то грязь не на кого-либо, Хусейн, на самом деле, без ложной скромности, я это скажу, потому что реально, если бы про тебя было что сказать, российское средство пропаганды уже давно трубили бы днем и ночью об этом. Просто нечего сказать, что ты где-то там кого-то предал, кого-то продал, кого-то купил, это мы все прекрасно знаем. И на главного, на одного, да, из врага, на одного из главных врагов России, который нас, если кто-то говорит что-то, мы сразу подхватываем это, то мы играем на руку нашему врагу, получается. Так, путь вечный задавал несколько раз Хусейн вопрос. Хусейн Аслам, мне к вам вопрос, почему Рубати защищает предателя Шаатурлаева? Если можно, я ответил бы это. Я не слышал, во-первых, то, что ты говоришь, чтобы она кого-то защищала. Но если она кого-то защищала, то почему вопрос к нам?
Задай ей вопросы. Она постоянно в эфире есть. Если она так сказала, если защищает, я никогда не слышал, если бы она так сказала, защищала бы, то я думаю, здесь была бы буря негодования у многих. Но мы не контролируем Рубати, да, Рубати контролировать, наверное, никто не сможет. И она, я не слышал, да, и поэтому мы не можем. Ты слышал, чтобы она защищала Шаут? Я не слышал, я, честно говоря, мало, у меня не бывает времени просматривать видео. Угу. Поэтому я не очень многие вещи не смотрю просто. Так. Как найти? Аслан, повторяю, я задал вопрос не для провокации, а ради наоборот, ради того, чтобы Хусейн очистился. Ну, скажем так, очищаться особо не за что. Но... Я просто даже еще раз говорю, что считаю, что оправдываться, да, это признание вины, оправдываться ни перед кем никогда не собирался и не собираюсь, здесь нечего оправдываться, здесь белыми, как бы черными нитками ясно, понятно, что это ложь самая натуральная, да, для чего непонятно, для дискредитации, естественно, произнесенная, для того, чтобы потом какие-то последствия от этого были. И как у нее, например, по отношению ко мне не могло быть неприязненных каких-то лично, да, потому что каких-то отношений, потому что у нас, в общем, мы не знакомы друг с другом. Поэтому за этим следует, что, значит, была задача другого характера, да, там, чтобы оклеветать человека, и все. И такой, используя какой-то момент даже, так скажем. Конечно, а так будет продолжаться. Если вы заметили, сама дискредитация Хусейна произошла, ну попытка дискредитации Хусейна произошла ведь не просто вот такое обычное любое, ну сегодня, допустим. Почему она не сегодня произошла? Она произошла именно тогда, когда был убит Мамихан Умаров, и в Австрии культурный центр Ичкерия и представительство Чеченской республики Ичкерия в Австрии провели совместную акцию, причем она получилась очень хорошей, массовой, в наше время массовой получилась, перед российским банпритоном, указывая на главных подозреваемых в этом жестоком, подлом убийстве. И если вы заметили, речь шла ведь не только о том, что там Хусейн Исханов сказал, что Анзор был в Сирии. Там еще речь шла, что не только нельзя ходить на эти митинги с этими деятелями, но даже с ними здороваться нельзя. Вот это, помните, был такой же случай, когда агент-провокатор, мы проводили здесь митинг против депортации в Берлине, против депортации чеченцев, сказали, что я это организовываю, там какой-то еврейский праздник. Потому там с евреями выхожу. Потом еще раз было. Потом по Хангашвили было, когда мы там собирались провести, как раз перед Генеральной прокуратурой, провести митинг. Вот эти же провокаторы, засланные провокаторы, нам устроили там провокацию и чуть не устроили там драку. Нагнали столько лжи, что мы избили брата, что мы там это, то, все. И там была такая истерика. И вот этот последний случай, когда Хусейн Исханов и наши представители там Ичкерии в Вене проводили именно перед банпритоном, так называемым посольством России, проводили акцию, посвященную убийству Мамихана Умарова. Именно тогда очередной раз это вышло. Ну сколько раз может быть это вот одно и то же? Мы вот, ну, как в том старом нехорошем анекдоте, опять нет доказательств, что ли, получается. Ну сколько можно, когда вот постоянно одно и то же происходит. Но здесь надо еще вот с другой стороны говорить, если мы это не будем делать, что будет в том случае, если мы не будем проводить акции протеста, да, если мы не будем показывать, кто там, где, что это российский след, там, что это политические заказные убийства, то же самое, что при Сафангашвили было. То есть получится, что это было бытовое преступление. Чеченец убил там чеченца, да. Если бы, например, в Берлине Саакашвили не был бы чудом арестован вот этот агент, который его застрелил, то, естественно, спецслужбам, даже немецким спецслужбам, не было бы интереса копать в этом деле.
не было бы интереса какие-то отношения с Россией портить. Они взяли бы, потихоньку слили бы, сказали, да, чеченцы там между собой разбираются и все. Да. То есть мы должны, вот мы этими своими акциями показываем, что против нас, против нашего народа ведется борьба, что ведется настоящая война. Нас отстреливают, нас убивают, нас травят, да, нас со всех сторон преследуют. Да. Вот мы сегодня тоже начали с того, что здесь выслали чеченца, там его потом убили в Назране. То есть это тоже одно из этих вещей, которые мы не должны замалчивать, потому что, я еще раз говорю, как можно допустить, да, чтобы чеченца, который бежал от войны, бежал от этого террора, да, попросил политическое убежище, его отсылают в ту страну, из которой он бежал. Это вообще непонятно. Да. Это такое отношение к нам. Такого не должно быть. Это отношение такое, которое, ну, грубо говоря, мы сейчас своим поведением, да, вот этими склоками заслуживаем в какой-то мере. Это будет до тех пор длиться, пока мы не поймем, что наша защита, да, зависит только от нас самих, что мы только сами можем себя защитить. Ни одна страна, ни один народ, ни один там политик нас защищать не будет, если мы сами не хотим, чтобы нас защитили. А чтобы мы хотели, чтобы нас защитили, мы должны об этом говорить все время. Мы должны выходить на этих политиков, мы должны доказывать этим людям, что наше государство было оккупировано, что мы не бандиты, что мы не террористы, что с 1991 года Чеченская республика Ичкерия объявила независимость, это волеизъявление нашего народа, что до 1994 года был мирный процесс развития, демократический процесс, который нарушила Россия, совершив акт агрессии против нашего государства, и что 2 года кровавейшей войны, 2 года ужаснейшей войны, которая унесла около 100 тысяч жизней, мирных жизней людей, граждан нашей республики, всех национальностей, что вот эти акты, да, и благодаря победе 6 августа 1996 года мир узнал, что мы действительно сражались за свободу и независимость. Хотя там, мы же помним, массовые российские телевидения, пропагандисты, они все время твердили, что воюют с террористами, с бандитами, вот сейчас мы это. То есть мы потом своей победой показали, что мы не те, за которых нас хотят выдать. Мы провели выборы, которые под эгидой ОБСЕ с многочисленными наблюдателями, признанные Европейским Союзом как выборы, которые самые такие серьезные, хорошие, честные, прозрачные выборы, которые были в любом после развала Советского Союза на постсоветском пространстве. Это очень важный фактор, потому что благодаря тем выборам, благодаря тому, что мы законным путем избрали Масхадова, и что его все признали, что выборы вот эти признали, нас до сих пор не называют террористами. Наше государство, никто не говорит, что это, как, например, в отношении Имарата Кавказ назвали террористической организацией, это Чеченская республика Ичкерия является законным государством, которое на основании всех законов, принципов международного права провозглашено. Вот это самое главное. Вот это мы должны все уважать выбор нашего народа и все говорить, что мы являемся народом, чеченским народом, да, не делиться там на Тэбе и так далее. И что мы представляем государство Чеченская республика Ичкерия. Да, это на самом деле такой нонсенс, причем мы пережили геноцид, мы боремся за свою свободу, у нас есть все институты власти, были на тот момент все институты власти, мы не говорим, что мы россияне, и когда мы сюда приезжаем, мне выдают паспорт и пишут россияне. И выдают меня на пытки и смерть, вот как сейчас Хусейна Гадамаури отдали, этот человек должен был, ну если он совершил преступление, он должен был сидеть в тюрьме, если его уже экстрадировали, там Россия приняла. Ну нет же, этот человек оказывается в инсценировке и погибает. Это очередная инсценировка. И вся наша проблема, что мы не можем донести до этих властей, и в первую очередь мы не можем это донести, потому что, конечно, ведется против нас огромная пропаганда, и мы ничего не делаем. Вот, чтобы... И причем
донести. Кто пытается донести, кто пытается каким-то образом влиять на эти процессы, этих людей мы не можем сказать, есть деятели, которые пытаются топить этих людей, обливать грязью для того, чтобы, как-то, чтобы не было авторитетных людей, чтобы не было среди чеченцев людей, которых слушали бы, которым как бы доверяли бы, которые голос прислушивали бы, голос этих людей. Когда нет авторитетов, когда нет людей, которым можно верить, да, то никто к нам не будет обращаться. То все скажут, да, они такие все. Мы все делаем, некоторые деятели делают все, чтобы все чеченцы были как бы одинаково плохие. И сами не хотят лучше становиться, и не хотят, чтобы другие вели эту кропотливую, очень сложную работу по деоккупации и по признанию нашей государственности. Очень сложную работу. Так, Фриман антипутинец. Денисенко получила задание от Гибнявых дискредитировать Хусейна Исханова. Это у нее не получилось. Чеченцы судят людей по их делам, а Хусейн прошел достойно свой путь, говорит Фриман антипутинец. Фриман. Так, их там нет. Желаю Республике Ичкерия независимости. Спасибо. Светлана Новикова. Европа сама себя снижает, уничтожает, да, наверное? Это не совсем, конечно, так. Европа себя ничего не делает. Европа была, есть и будет мощным государством, сильным государством. Европа показала, как она могла возродиться после Второй мировой войны. Мы это плоды сейчас везде и всюду ощущаем. Здесь Европа идет своим правильным путем. Просто надо одну вещь понять, что Европа не пошлет своих солдат, да, на Украину, чтобы они там отстаивали независимость, не пошлет Белоруссию, там, не пошлет Чечню, там, Грузию и так далее. Это наша задача. Мы сами должны освобождать свои страны, защищать свои страны. Единственное, что мы можем требовать от Европы, это чтобы, например, российская власть была не рукопожатной, да? Чтобы они в любом случае как бы видели, где зло, где нормально, чтобы не строили какие-то, вот эти санкции, да, которые сейчас вводят, это очень убедительный аргумент. Другого аргумента, к сожалению, у Европы сегодня нету, кроме как давить Россию санкциями. И мы видим, что эти санкции очень здорово работают. Да? Это очень здорово. Прямо даже я так не ожидал, что так это скоро будет. Да? Мы сегодня видим, что Путин загнан в бункер, что Путин не рукопожатный, что Путин вообще все, да. Если любой из нас, любой ребенок, любое государство, любой там блогер, не знаю, там даже в Фейсбуке кто друг друга переписывает, вы все знаете, как кем называют Путина, да, какие эпитеты на него вешают. То есть его уже настолько принизили, то дальше уже, я не знаю, некуда, чтобы главу государства, любого главу государства так принизили, наверное, в истории человечества нету примеров, как это сделано с Путиным. Поэтому просто надо бороться, да, и белорусам надо бороться, и украинцам надо, и чеченцам, и грузинам, всем надо бороться, и другим насильственно находящимся до поры до времени под русским сапогом народам надо бороться за свои права, не отстаивать и не отдавать их ни в коем случае. Никто свободу за даром никто не даст, просто так даже рабов в свое время не отпускали на свободу, потому что этот раб должен был что-то такое сделать, чтобы ему хозяин ему дарил, да, свободу, или подвиг совершить, или не знаю, что он там делал. Или как это было на Руси, 25 лет отслужить в армии, да, чтобы получить вольную грамоту. И выжить еще, не помереть. Да. Так, Аслан Хусейн Джоугаринден Тергал мои и Гумшвой. Да. Что? Тергал Цеям Аушунто. Вы не представляете, как много вот этой лжи и пропаганды льется. Мы многое пытаемся не обращать внимания, но некоторые вещи, когда наши особенно постоянные зрители задают вопрос, то, конечно же, мы будем отвечать и пытаться ответить. А так, конечно, ты прав, Хамзат Гилаев. Так, Шарани Азиев, компьютерную технику, канцелярские принадлежности, 1-2 хорошие авто, мини-бус, привлечь наших молодых, высокообразованных юристов. И так далее и тому подобное, говорит Шарани Азиев. Шарани Азиев,
подаешь идею, действуй. У нас так говорят. Здесь насчет даже вот эти моменты, когда отсюда высылают каких-то людей, да, из разных стран. У нас проблема в том, что вот этого человека выслали из Германии, вот этого Хусейна. И выслали там из Словакии, выслали там из Австрии, выслали из Франции, в общем, из многих стран. И мы, как бы, к сожалению, большому, это я говорю, вот единицы пытаются ухватить необъятное, да, там, спасти того, спасти этого. Я сам писал очень много разных писем, рекомендаций людям, обращался с письмами, чтобы не высылали этого человека. То есть сейчас так сложилась в мире ситуация, да, с этими правами человека, что государство, которое нас приняло, например, Австрия говорит, что и Германия тоже говорит, что там, ну, в Чечне же все нормально, там, видите, дома строят, больницы есть, где есть лечиться, люди не голодные, не бомбят, все такое. То есть они не знают реальную действительность. Реальная действительность ужасная, просто там совершенно отсутствуют права человека, наверное, не знаю, какой-нибудь банде, наверное, больше прав, чем у чеченского народа на сегодняшний день. То есть об этом мы не говорим, к сожалению, мы не говорим о диктатуре, которая там, мы не говорим о незаконных вот этих судебных фальсификаций, судебных приговоров, которые ежедневно, я слышу, в Чечне там того посадили, этого посадили, в Москву поехал, где-то там увидели, номер записали, раз поймали, посадили. То есть эти люди делают себе карьеру, да, эти полицейские и прочие дела, они делают карьеру, судьи, естественно, делают деньги на этом деле, потому что за каждого, как мы знаем, никто не хочет, чтобы его сына посадили в тюрьму, они собирают огромные деньги, дают эти туда. А все это откуда пошло? Когда, если кто, наверное, молодые не знают, уже начиная с 94 года, когда часть города Грозного была оккупирована российской армией, русские офицеры начали торговлю погибшими. Они поняли, что чеченец, который там погиб, да, где-то гражданский, неважно, люди, родственники хотели его похоронить. Вот этот момент используя, да, об этом Иса Мадаев тоже рассказывает, да, вот этот, используя этот момент, офицерам, ну, они предлагали за труп там 1000 евро, там сколько долларов, на тот период долларов, и люди вынуждены были покупать тела. И потом они уже, когда не было кого продавать, они ловили, убивали и тоже продавали. За живых больше давали или там не давали, это не важно. Потом они хватали этих людей, когда видят, что товар пользуется спросом, то, конечно, ты хочешь больше произвести товар в виде убитых, там, покалеченных или содержащихся в тюрьмах. Обращались к нам специально, к ним задержим, я сам был 2 раза в плену, я это хорошо знаю, специально, умышленно обращались очень жестоко для того, чтобы родственники побыстрее беспокоились, чтобы не убили, должны были быстро собрать деньги. То есть все вот эти негативные вещи, да, они до сих пор работают, потому что все люди, которые воевали против чеченского народа, полиция, там ОМОН, МАМОН, которые по всей России, они все до сих пор на службе, работают, там, командировках. В тюрьмах работают, в Украину ездят, в Сирию ездят, сейчас в Беларусь поедут, уже поехали, наверное. Они находятся на заработках, потому что они не надеются на зарплату, хотят заработать таким путем убийства. Да. Так, Аслан, почему один деятель поддерживает Навального, говорит, путь вечный? Только потому, что, наверное, с одной конторы. Ну, я вот по Навальному хотел бы тоже вот сейчас 2-3 слова скажу. Здесь наша позиция чеченцев по Навальному на данный момент должна быть немножко нейтральной, потому что Навальный сейчас лежит как бы при смерти или полупри смерти, не знаю в каком состоянии. Но ты не предлагаешь его поддерживать? Я его не предлагаю поддерживать, я предлагаю его не критиковать, пока он не вылечится или не выздоровеет, или там потом уже можно его опять как бы, да, критиковать и так далее. То есть сейчас надо выждать паузу, потому что это политическое на сегодня, на данный момент, из-за такого личного, да, неприязни или что там к Навальному, дело перешло в политическую плоскость.
когда Европа хочет собрать материал, убийство Литвиненко, там, отравление Навального, убийство Политковского, все это дело объединить в одно дело, да, и потом выдать, наверное, как бы Путину как претензии к тому, что именно Путин занимается отравлением. Вот это я считаю более важным, чем сегодня критиковать или поддерживать не Навального. Просто делайте вид, что Навальный, ну как бы нет его, да, сейчас он в отключке, в коме, и он никому не угрожает на данный момент. И это из этических соображений Только ты говоришь. из этического, да? Конечно, из этического. Ни в коем случае. Мы знаем, кто такой Навальный, да, просто промолчим. Да. Как говорится, о покойниках только хорошо или ничего. Да, да, да. Надо быть немножко дипломатичнее в этом плане. Ну, да. У меня это плохо получается, но просто, знаешь, я иногда не могу наговориться, царь мой мелдить иногда, они столько раз меня обзывали террористами, там разными плохими словами, бандитами, там и туда-сюда, что я теперь просто хочется еще раз сказать, не мало ли я сказал, что они фашисты и террористы. Так, Меркель заигрывает с террористом Путиным, говорит Анзори, но... так, Анзор, Валлай, так, это не мне, Чечня не Россия, сам такой, как Навальный, поэтому поддерживает, говорит. Ну, по Меркелю тоже, если вы посмотрите, да, вот эти игры, например, вы можете же понять, что нефть упала, да, это же не просто так, цена на нефть упала, цена на бензин упал, российскую нефть никто не покупает, от российского газа отказываются. Сегодня Эрдоган, например, да, будет, как бы, перенимает вот этот рынок сбыта газа, переходит к туркам на сегодняшний день. Да, да. То есть весь этот процесс идет с Путиным, ну как, не может Меркель, она женщина, во-первых, да, она не может в грубой форме там посылать его налево-направо. Это дипломатия. Здесь надо понимать, что глава государства не имеет права грубить там какие-то вещи, потому что это сразу будет воспринято как угроза войны или начало войны. Это войну никто не хочет. Поэтому надо понимать, и Меркель, она самая на сегодняшний день трезвый политик, трезвый в отношении Путина и в отношении России, потому что она своими, как бы, она испытала в Германии, будучи молодой, что в германской ГДР видела отношение русских к немцам. Я думаю, что и помнит, каково оно было. Поэтому здесь иллюзии она не питает по отношению к России, и Россия, в принципе, как как бензоколонка, что ли, как Маккейн однажды сказал, может быть таким и больше никак к ней не относится. Это мы сегодня можем наблюдать все. Так, здесь идет обо всем разговор, кроме том, что мы с тобой говорим. Между собой сейчас все разговаривают такие. Так. Заза Мчедешвили. Амарджоба Заза. Только гражданская война, революция в России способна спасет нас, а так политика России не изменится, кто бы ни пришел к власти Свинорусии, говорит Заза Мчедешвили. Чеделишвили. Хусейн, что ты по этому скажешь? Возможно ли вообще революция в России? Я тоже мало в нее верю. Я думаю вот немножко по-другому. Здесь, когда мы говорим Россию, да, мы не должны делать вид, что это одно целое, да, что это одно тело, какой-то один народ, который там внутри себя там что-то сделает. Да. Россия состоит из десятков народов, да. насильственно удерживаемых народов, во-первых, да. Это такие, как народ Татарстан, Башкортостан, там, Буряты, Якутия, много-много разных народов, кавказские народы. То есть все, которые сидят и мечтают, как бы скорее она сдохла, матушка Россия. Поэтому здесь нам всем нужно понимать, что просто мысленно хотя бы надо желать развала. Мы видим очень такой яркий, хороший пример, как Европа, Америка распустили экс-Югославию, да, маленькой кровью там немножко побомбили, потому что югославы, там сербы начали войну против мусульман и так далее. То есть там ситуация намного была, урегулирована быстро с помощью мирового сообщества. Вот это монстр, как бы в лице сербов был остановлен,
кровопролитие было остановлено. Эти люди, которые пострадали в этой войне, они получили свою возможность создать свои государства, и они сегодня признанные государства. Я вот был в нескольких этих государствах, там мир, покой, доброжелание, едешь, отдыхаешь просто в эти страны. То есть это нормально, любой народ может выжить, любой народ, любой, какой бы он маленький не был, в сегодняшней ситуации, в сегодняшнем мире, неважно у тебя какая территория, сколько там скота, сколько площади пассивных. То есть это не важно сегодня. Это раньше было за счет пастбища, ели там количество людей, да, количество людей, пахотных земель, скотоводство. Это играло огромную роль. Сегодня роль играет совершенно другие факторы. Сегодня мы видим, что овощи, фрукты не обязательно выращивать на 1000 гектарах площадей. Это может другие технологии, которые выращивают и дают нам пищу. Поэтому надо тренировать мозги, надо молодежи учиться, надо осваивать технологии. Вот это будущее. И когда наши народы, маленькие народы особенно, будут заниматься самоповышением своей квалификации, учебы, когда в народе будут очень много посвященных людей, вот это будет прогресс. И тогда никакой России не может совладать с этими людьми. И никто не сможет их как бы держать в узде. Потому что грамотный человек, да, образованный человек, с ним невозможно бороться другими методами, потому что у него огромная сила знаний. Знаниях, да. Мне часто пишут знания Машу. Да, вот и есть, да, точное определение. Так, ассаламу алейкум, брат Асан, салам из Казахстана, степей братьям Нохчам, говорит, Асколи. Ва алейкум салам, Асколи. Приветствую тебя. Так, пойдемте дальше. Так. Тут пишут, что Ян Украина пишет. Гудков дал интервью, сказал, что правит уже не Путин, что Путин выжил из ума, что не смогли даже часовое интервью записать. Но это тоже Путин правит или не Путин правит, какая нам разница? Кто придет, тут кто-то только что сказал, на такой как бы территории, пока будет Россия находиться, там не важно Путин, не Путин, любая фамилия, которая будет названа там, да, он будет обязательно или Путиным, или Лениным, или Сталиным, или Иваном Грозным. Обязательно имперцем он. Обязательно. Там другого варианта нет. Невозможно построить демократическое государство на этой площади. В тюрьме народов. Потому что оно заражено. Да. Надо просто, во-первых, демократизировать. Это если там федерация имеет федерализацию, то она должна быть настоящая. Да. Народы должны проявить свою волю и прийти в это государство. Да? Но для того, чтобы обратно создать государство, надо сперва распустить эти народы. Да. Дать им свободу, дать им развиваться, и потом уже на основании взаимного сотрудничества, равных прав, там, да. и так далее, можно собрать их вместе. Да. То, если у них будет желание. На доброй воле. Да, только на доброй воле. А так никакого шанса нету, кто бы там ни пришел. Да, полностью согласен, Хусейн. Я согласен с тем, что Путин это всего лишь фамилия. Там есть ФСБ, который уже протяжении 100 лет управляет Россией. Там с ЧК еще, как они начинали, там с НКВД. И замена Путина на какого-нибудь Гудкова, которого очень часто Сотник приглашает, или на кого-нибудь еще другого, не имеет, Навального, например, хотя о нем мы не будем говорить, не имеет ровным счетом никакого значения. Потому что для того, чтобы удержать насильственно удерживаемые территории, да, тот же, посмотрите, Хабаровск, например. Да. Они бы с удовольствием жили бы спокойно, торговали бы с Японией, занимались бы своими делами, чем весь бюджет отправлять в Москву, и уже Москва посчитает, например, нужного губернатора, поставит, посчитает, столько им денег даст. А если, например, в Москве чиновникам, министрам там, или президенту
недостаточно денег, он может все себе забрать и не дать вообще ничего, да, или поднять пенсионный возраст, ну все что угодно. Поэтому Россия это тюрьма народов, и это не какая-нибудь там, не какой-нибудь там оборот речи или там для преувеличения происходящего. Ничего со времен Советского Союза там ничего не изменилось. Те же люди, те же совки, тоже КГБ, только наименование другое, сейчас ФСБ оно называется. Те же учебники, те же академии, те же преподаватели. И та же цель, мировой империализм, Америка, Запад, и там сейчас добавился исламский терроризм, который они активным образом используют, и в первую очередь страдаем мы. Страдаем мы, мусульмане, которые по какой-то причине не понравились там России. Это могут быть мусульмане Средней Азии, это могут быть мусульмане Кавказа или там мусульмане России. Но это не то, чтобы там мусульмане сказать, это как бы громоотвод. Да, сегодня раньше были евреи, насколько мы помним, в советское время, да. Вот я помню песню Высоцкого, да, если в кране нет воды, значит выпили жиды, евреи, кругом одни евреи. То есть это было тогда гонение на евреев, да, потому что коммунистам надо было показывать враг. Вот нашли евреев. Евреи потом уехали из Советского Союза, да, нашли свою другую родину себе, создали себе родину. И потом, ну, где враг? Врага нету, черт побери, а населению надо что-то показывать. Да. Если население голодное, холодное, надо обвинить кого-то. Почему они голодные, холодные? Не потому что они крали, а потому что мусульмане, чеченцы виноваты. Чеченцев, да, там бандиты, то вначале мусульман-то не было, не говорили чеченцы мусульмане. Вначале говорили, что чеченцы бандиты. Вот при Дудаеве, например, да. И вот потом потихонечку это бандиты надоели уже, да, бандиты, ну, все время одним кормить сложно. Скомину, да, потом начали, мусульмане, потом мусульманские террористы, потом какие-то черные вдовы, потом грузинские потом кацапы. Русские нацисты, украинские нацисты. Нацисты, да, фашисты. Да. И вот это оболванивание населения, российского населения, да, идет ежечасно, ежесекундно, годами, на протяжении много десятков лет. То есть там перед телевизором сидят уже зомби фактически, да, там не люди. А с помощью этих людей они как бы создают картину, что власть в России, вот это Путин сейчас, да, пожизненная власть в России законная, да. Ну какая она законная? Конечно. Никто не обсуждает. 20 лет человек сидит у власти, меняет конституцию, что угодно делает, она законная. Да. Я обратил внимание, Хусейн, кстати говоря, здесь в Германии, если человек смотрит российское телевидение, и если он не смотрит российское телевидение, это просто как между небом и землей, два разных человека. Если даже чеченец. Да, ну не знаю, за чеченцев. Вот я смотрел, я просто знаю примеры. Я когда разговариваю с чеченцем, он начинает, ну это мои знакомые, там, кто смотрит телевизор, и начинает... Скобееву вот рассказывать, да? Ну там какие-то вот эти, то, что, например, российское телевидение говорит о том, что вот это плохо или это хорошо, ну внушает людям, что если там не Путин, то ничего, да, то уже эти начинают перехватывать и начинают верить, и потом спрашивают вот такими глазами, а это что такое? Да. То есть это очень опасно смотреть русский телевизор. Я его, слава богу, уже не знаю, с 2009 года, по-моему, вообще ни разу не смотрел. У нас дома ни канала, ничего нету. Не жалею ни грамм. Да, счастливый человек. Мне иногда приходится их смотреть, чтобы знать, о чем они говорят. Я узнаю от тех, кто его смотрит. Да, я что-нибудь напишу в Фейсбуке достаточно. Так. Говорят, правит сейчас путинская военная клика. Так если Путин сдвинули и путинская клика правит, то получается Путин же не один, да, он в команде. Значит, ничего не изменилось, так и клика остается. Всегда была, она ничего не меняется от того, что ротация происходит, что там клика. Один старый маразматик умрет, придет там тот же Патрушев, ничем не лучше. Ну править вот тоже, вот, что такое править?
править страной, да, это значит ее развивать, да, чтобы она была уважаемая в мире, чтобы ее не боялись, а уважали, Да. любили, чтобы Было будущее. люди бежали туда в качестве беженцев, да, в эту страну искать убежище. Да. Но такого мы не видим в России, да, и какое там правление? Нету правления. Там правление, есть единственное правление деньгами, да, как украсть их получше, как сделать так, чтобы народу ничего не досталось в России от Да. этих огромных сверхприбылей, которые годами получали за нефть, да. Ну посмотри, Россия, если реально выйти из Москвы, там за 200 километров от Москвы, Да. это буквально везде. 200 не надо. Даже 200, да, Да. развалины, одни кругом Подмосковье. голодные, бедные эти люди. Мне в 80-х годах приходилось работать в Рязанской области. Это просто был тихий ужас. Просто у меня очень печальные воспоминания о жизни, о бытии тех людей, которые там просто прозябали в тот период даже. Так, территория Март Хусейн Машволь. Убийство Мамихана Умара будет сопровождаться какими-то действиями австрийских властей. Буквально вчера я разговаривал с одной журналисткой знакомой. Мы сейчас тоже будем пытаться искать возможность узнать побольше информации о ходе следствия по этому вопросу. И примерно планируем, да, что если следствие будет, власти будут пытаться вести следствие как бы спустя рукава или там как пытаться сделать из политического убийства бытовое, естественно, мы проведем демонстрацию перед Министерством внутренних дел Австрии и потребуем, чтобы объективно было расследование вот этого убийства. Но пока вот так, мы пока в ожидании, потому что власти работают, и арестованы 2 человека, идет следствие, огромный пласт, который они там должны перелопатить, поэтому мы не хотим сейчас пока беспочвенно тревожить, но в любом случае за какие-то письма, там, требования, обращения к депутатам парламента мы это делаем, разговариваем. Ну, сейчас пока в процессе все идет, да? Только идет процесс, пока определенного точно ничего нет. Угу. Хорошо, будем надеяться, что это все-таки, эта ситуация уже меняется. Вот эти убийства, которые произошли сейчас на самом верху Европы, скажем так, даже мира, обсуждаются эти дела, да, в ООН, в других организациях высоких, это все обсуждается, и есть сдвиг с этой мертвой точки, плохо, слабо, но опять же, мы не можем сидеть дома и требовать от кого-то, чтобы за нас решали наши проблемы. Да, это их проблемы тоже, но они сперва наши, потом только их. Да, поэтому мы должны все всячески доносить. Опять каждый раз мы об этом говорим, что мы должны доносить нашу точку зрения, нашу позицию до мира. Для того, чтобы изменить хотя бы немного ситуацию чеченцев, которые проживают в Европе, нам надо, я не знаю, уже неоднократно говорил, нужна информация, ежемесячная информация, хотя бы в одном экземпляре, для того, чтобы мы по всем министерствам внутренних дел разных стран, да, на несколько языках, можно на английском, чтобы, как пресс-релиз, да, ситуации на Северном Кавказе, не только в самой Чеченской республике, а в Северном Кавказе, это как мы ее видим, как чеченцы ее видят, с нашей точки зрения. Не пресс-релиз там Пескова или там этой Захарова или какого-нибудь этого кавказского узла. Да, а нужно объективно освещать вот эти вещи, такие вещи, как вот это убийство, да, которое сегодня, с которого мы начали, когда человека взяли, вы можете представить себе, чтобы в какой-нибудь российском каком-нибудь городе, да, где-нибудь рядом с Москвой или рядом с Петербургом или какой-нибудь деревне приехали на танках, на БТРах ловить преступников, да, обстреляли дом, там взорвали все это дело, разровняли БТРами или танками помещение, и потом уже мертвых людей извлекали и говорили, вот мы бандитов тут убили. Такое себе представить невозможно. Поэтому на Кавказе они делают все, что они захотят, что они это вешают лапшу там всем людям, что это террористы, бандиты, а фактически
идет несудебной казни. Это называется акт расправы власти, это несудебные казни, эскадроны смерти, которые все время были еще с 90-х годов. И здесь в Европе уже они есть. Да, и мы здесь, да, видим их здесь в Европе, этих киллеров. Поэтому мы, чеченцы, в первую очередь, да, чеченцы, потому что мы на сегодняшний день более всех пострадали от России за последний век. И поэтому мы должны как бы более оперативно работать, чтобы защитить свои права, себя. Таким образом мы только себя здесь защищаем. Защищая себя самого, ты защищаешь, любой из нас защищает своих родственников дома, Да. наших односельчан, городских людей, весь наш народ, который находится на территории, оккупированной, на территории России, в общем, под русским сапогом. Так, Аслан, когда вот такие гости, как Хусейн, номер, телефон, номер, Хельезер, чтобы звонили, задавали вопросы гостю, так и к тебе Мухидартие. Ну, мой WhatsApp номер, в принципе, у всех имеется, и я еще тоже подумал, можно, знаете, как было проводить эфиры, например, я поставлял бы скайп, и могли бы звонить в скайп, и кто-то мог видео звонок делать, кто-то по голосу. Ну, не каждый захочет свой голос здесь оставлять. Мы должны не забывать, что мы находимся в нестандартной ситуации, и что не каждый решается, например, какие-нибудь... Вот, подождите, сейчас у нас видеозвонок как раз. Видимо, дошло. Да, дошло, сообщили. Сейчас мы тогда поговорим. Валейкум салам. Нашел. Нашел. По прямой эфире, дуем махал, мама, ай. Дикаш. Да, ездил. Дикаш, Дикаш, по эфире, дуем махал, мама, ай. Целуем твой эфире, Да, ты тоже был. Он думал, эфир закончился, поэтому он звонит. Мы думали, что он хочет с нами пообщаться, как только что предложил Чинхо. Так, кстати говоря, можно вот так сделать со скайпом, чтобы можно было звонить. И единственное, проблемы могут со связью быть. Ну, здесь, конечно, это писать тоже, там лента как бы комментарий идет вверх, и ты не успеваешь там отслеживать или читать все эти вопросы, которые там пишут. Конечно, живой разговор, живое общение всегда лучше. Да, ну еще, если так по скайпу звонить, то могут разные провокаторы звонить и просто... Ну тоже, да. Не без этого, короче. Да, сложно потом регулировать, тоже сложно, если туда надо смотреть сюда. Ну, это должно быть несколько человек, чтобы... Ну, два, по крайней мере, кто-то должен это делать. Это регулировать, чтобы... да. Пока у нас их нету, поэтому так. Преждевременно. Так. Так, и поснимаем Маждада, законный босс, говорит, так. Систему надо ломать, а не путяру, говорит человек с израильским ником. Да, правильно. Совершенно верно. Да. Так, я перемотаю, друзья, потому что мы чуть-чуть уже отстали. Так, пойдемте здесь. Так, Евгения Соловьева, дом Италии, гореть чудно будет, хотя мы добиваемся лишения вида на жительство. Так, как найти незаконные казни на Кавказе, идет с полного одобрения русского человека. Я обвиняю русского человека во всех бедах кавказцев и предателей, что они их вскормили. Да, имперские русские, это и есть причина наших бед. Не один Путин или не одно ФСБ, потому что все ФСБ построено именно на вот этом имперстве. Но мы тоже, когда мы, конечно, говорим русские, да, мы не хотим обидеть всех русских. Есть русские, конечно, которые болеют больше даже, чем наши доморощенные. Некоторые русские болеют за всех, там, за нас, за украинцев, белорусов и так далее. Но их мало, правда, и они пока, к сожалению, не влияют на ситуацию самой России, да. Но когда я просто это для них говорю, чтобы когда мы говорим русские, они не подразумевали себя. Мы не хотим никого оскорблять. Мы говорим о фактах,
о том, что Россия на сегодняшний день держится на русских плечах. И, к сожалению, большому, да, мы хотим освободить русский народ, потому что мы понимаем прекрасно, что пока русский народ будет в такой кабале, нам, другим народам, тоже тяжело будет освободиться. Да. В первую очередь мы хотели бы, чтобы русские сами хотели бы стать свободными, и потом уже, конечно, мы бы нашли с ними нормальный общий язык. Свободными людьми. Да, если вы заметили, Хусейн, если ты помнишь, в 99 году, когда бешеный зверь, как Путин назвал тех, кто взорвал дома, он назвал их бешеными зверями, если они звери, то они бешеные, он сказал, что отвечать на вот этот вызов бешеных зверей, вот этих террористов, взорвавших дом, должно не государство, а весь народ, он сказал. То есть не органы власти, которые обязаны защищать этот народ, а весь народ. И таким способом он всегда выставляет вперед других. То же самое произошло в Крыму, когда они захватили Крым. Тогда он сделал так, завел вот эту толпу, вот эту быдло-массу, которая рассказал, что вот без Крыма они вот жить не могут. Я в то время жил в Москве, я помню вот этот угар, который начался. И все мои знакомые, коллеги, с кем я там общался, все начали сходить с ума по Крыму. Я задавал вопрос, я вот с тобой дружу 15 лет, я никогда не слышал от тебя про Крым ничего. Ты никогда не ездил отдыхать в Крым, ты никогда не говорил, что без Крыма у тебя нету там твоего прошлого, будущего или настоящего. Что с тобой случилось? И вот таким образом пропаганда, они вот этих людей, играя на самых низменных чувствах этих людей, на их культуре. Путин прекраснее, лучше, чем мы, знает культуру русского человека, русского народа. А культура русского человека – это культура превосходства над другими. Там чурки, грызуны, тараканы, пиндосы, хохлы, там, ну и так далее, и так далее. Вы все знаете лучше меня. И эти чувства, которые, в принципе, если их не трогать, они бы уже забылась бы эта такая их русская культура, и они бы стали бы, толерантными, уважительными к окружающим. Но нет же, вот на этих чувствах КГБ играет, и русский народ очень отзывчив на эти флюиды, которые посылает им Путин. Великий. Да, великий кормчий. Так, пойдемте дальше. Надо делать пояс Украина, Беларусь, Прибалтика, страны Балтии, Кавказ и выступить одновременно. Мы только за, мы уже 25 лет об этом говорим. Да, мы не только должны мечтать об этом. При каждом удобном случае, когда какая-либо сторона проводит демонстрации здесь в европейских странах, мы обязаны приходить людям на помощь, приходить чеченцы белорусам, чеченцы украинцам, украинцы чеченцам, белорусам, грузины и так далее. То есть балтийские страны, представители, которые здесь находятся, еврейские диаспоры, которые здесь находятся, точно так же, которые были ущемлены, как и мы в свое время, и находимся, в принципе, до сих пор. То есть мы должны помогать друг другу, кто-то своим опытом показывать, потому что опыт играет огромную роль. Если, например, с белорусами, то, что сегодня происходит, белорусы впервые в своей новейшей истории, они очутились на улице, проводят демонстрации такого характера, такой массовой демонстрации. То есть у других людей есть опыт, у украинцев, например, есть большой опыт в этом деле. Вот украинцы должны сегодня помочь белорусам, показать, где, что, как делать, показать не то, что там у себя в Беларуси чем им делать, там-то это найдутся, наверное, люди, и по ситуации, где там что можно, что нет, люди там лучше знают. Мы должны советовать не как внутри себя страны вести, а советовать, как здесь себя вести, к кому обратиться, к каким организациям обратиться. Если им нужна помощь белорусам в проведении демонстраций, мы должны, если у них нет возможности организовать, надо помочь организовать. Если нет у них каких-то
технических вещей, если у нас они есть, то мы должны выделить им, помочь техническими средствами. То есть прийти на эту демонстрацию, показать, что мы единая сила. Вот тогда нас будут уважать. А конечно, если там станут 10 белорусов и будут с флагами стоять, никто на это не обратит внимания. Или там 3-4 чеченца будут стоять, или там несколько украинцев. Это не солидарность. Солидарность надо проявлять именно когда человек попал в беду. Мы должны плечом к плечу становиться и помогать этим людям. Да. И тогда будет реальная солидарность. Да, совершенно верно. Так, Чечня не Россия. Я уважаю всех тех, кто мочит фашистскую рашку, говорит Чечня не Россия. Евгения, с татар давят там плотно, реально гнобят мусульман. Да. По поводу крымских татар здесь, наверное, идет речь. Я как-то даже несколько раз я говорил, что это лайтс-версия, то, что сейчас происходит с крымскими татарами. Но это ни в коем случае не говорит о том, что по отношению к крымским татарам соблюдается закон. Ни в коем случае, наоборот, идет геноцид крымских татар, крымско-татарского народа. Да, это лайтс-версия, но это лайтс-версия геноцида. Убийство по этническому преследованию, искоренение вот народа, проживающего веками вот конкретно на определенной территории, куда пришла сейчас Россия. И благодаря тому, что сейчас внимание мира в какой-то степени еще до сих пор приковано к Крыму, и благодаря украинским, в том числе крымско-татарским активистам, которые всячески пытаются привлечь внимание к этому полуострову, внимание общественности, крымских татар не убивают, по крайней мере, массово. И, конечно же, ни в коем случае нельзя останавливаться, дальше надо привлекать внимание, потому что для тех людей, которые сидят, которых незаконно которые незаконно получают большие сроки, для этих людей наша поддержка здесь, отсюда, она просто бесценна. Просто сказанное слово. Лишний раз не побьют, лишний раз там в карцер там не засунут, и еще чего-то не сделают. Поэтому вот я тогда вспомнил, что я как-то сказал, что лайт-версия, но лайт-версия по геноциду. Геноцид остается геноцидом. Преследуется по этническому признаку определенная национальность. Если я бы вот хотел немножко корректировку здесь сделать, да, когда мы акцентируем на том, что эти мусульмане нельзя убивать, вот у меня всегда возникает вопрос, что других можно убивать. Поэтому мы здесь не должны зацикливаться на том, что убивают мусульман, убивают людей. Неважно какой они национальности. В данном случае идет, когда речь идет о крымских татарах, то это происходит геноцид в отношении определенного народа. Да. Вот мы должны вот так вот это говорить. И когда мы говорим, что мусульмане, потом христианам нет дела до мусульман, а мы хотим внимание обратить и христианских государств, и европейских, да, чтобы они обратили на нас внимание, нам помогли. А зачем им мусульманские дела? Примерно. Да, есть Лига арабских государств. Да, здесь просто не надо, вот эта игра слов, конечно, она там приятно слышать, мусульмане, но для пользы дела лучше говорить, что это народы. Да, это религия, это одно дело. Это я просто часто слышу, не от тебя вообще, это часто слышу. Прекратите там убивать мусульман. Но всех надо прекратить убивать. Конечно. Все люди, созданные Всевышним, имеют право на жизнь. Совершенно верно. Никто не имеет права отнять жизнь ни у кого. Ведь в Крыму убивают не только, или сажают не только крымских татар, именно крымских татар. Да. Просто крымские татары как национальность, они солидарны в том, чтобы не быть в составе России, а быть в составе Украины. Хотя также преследует тот же Синцов, например, он же крымчанин, он тоже получил огромный срок и чудом просто его смогли его обменять и так далее. Но также я вообще предпочитал крымских татар не делить, и всех я их называл украинцами, потому что они и есть, они считают себя украинцами, а в Украине живут как мусульмане, крымские татары, так иудеи там живут, так живут и другие многие разные конфессии. И этих людей объединяет их гражданство. Они граждане великой Украины, без преувеличений, которые станут на самом деле еще величавее. Как только она вот кого породила, того и отпоет, вот тогда она станет еще величавее.
Дай Бог. Ну, конечно, с нашей помощью. Вместе будем отпевать. Так, давайте дальше. Крым это Украина, говорит, Чечня не Россия. Так, Безусловно. Безусловно. Никаких Да. сомнений. Йен, Украина, приветствую Львов, люблю ваш город. Так, желаю поскорее выйти из красной зоны. Это не мне. Так. Куда бы Россия не сунула нос, там везде разруха. Тим GoPro говорит. Совершенно верно. Много примеров, причем в истории Вьетнама, если взять Южная, Северная Корея, Куба, там каких только стран нету, уж не говоря о том, которые были под пятой Советского Союза, везде разруха, голод, тот же Афганистан и прочие. Просто страна зло. Так. Так. Пока ты просматриваешь, да, я просто опять хочу напомнить о наших бедах, о наших депортируемых. Сегодня даже очень много людей находятся в депортационных лагерях. Ну, они находятся как бы сами по себе. Никто, естественно, им даже многие, мы не знаем о многих случаях, что люди попадают в депортационные тюрьмы, потому что они не имеют никакой информации, не знают, к кому обратиться здесь за помощью. И поэтому, когда становится уже поздно, когда человек сел в депортационную тюрьму, уже начинается этот процесс депортации, и остановить его бывает очень сложно. И поэтому желательно, чтобы люди занимались немножко раньше. Есть адвокаты, есть разного рода организации, чтобы обращались к этим организациям для того, чтобы, когда просят убежище. Еще очень такой важный фактор, когда здесь просят убежище, надо понимать, что человек должен просить убежище, если ему угрожает там опасность, там тяжело больной может какую-то гуманитарную. Так, если политическое убежище, он должен преследоваться на родине. Если он там преследуется на родине, как это происходило с чеченцами, и когда, или там сегодня можно уже белорусов, украинцев, всех там под эту как бы подвести под эту мерку, то здесь, находясь в Европе, мы просто обязаны продолжать вот эту политическую борьбу. Если мы здесь ничем не занимаемся, если мы просто лежим, спим и говорим, что у нас на родине, это говорит о том, что у нас на родине все нормально, раз мы не сопротивляемся, то придет час, когда постучатся, дверь скажет: у тебя на родине все нормально, езжай домой. Чтобы вот этого момента не было, да, чтобы потом не попасть в просак депортационную тюрьму, то надо обязательно ходить на эти мероприятия, на демонстрации, проявлять свою волю, гражданскую позицию показывать свою, да, чтобы люди понимали, чтобы потом можно было обратиться и сказать: я политический беженец. Вот это слово политический беженец имеет огромный вес. И его надо все время поддерживать, этот вес, чтобы он не рухнул. Да? Ты должен делами показывать, что ты политический беженец. Мы не можем приехать в Европу, сдаться в качестве политического беженца, а потом через пару лет сказать: а я не в политике. Да. Я не в политике. От многих это слышу. Да? Это очень глупо, когда человек говорит, что не в политике. Причем человек, который над народом которого совершен акт геноцида, да, и его насильственно удалили из родины, выслали его, черт его знает куда, со всеми детьми и так далее, и не имеет возможности вернуться назад. И он, когда этот человек заявляет, что он не политик, или он совершенно дурак должен быть, да, или я не знаю, какие чувства у него, значит, или он простил тогда врагу, что его народ уничтожили и так далее. Другого варианта там нету просто. Да. Это очень часто встречается, когда люди сейчас начинают ездить домой, и им как бы это как бы
мешает вот эта вся деятельность, даже мы мешаем. Успокойтесь, вы, говорят, живите себе спокойно. Что тебе нужно, мне говорят. Жил себе, что тебе нужно. Это же сегодня мы же видим мнимое, ну как бы успокоение, да, после возвращения в 1944 году, когда наш народ был выслан в Казахстан и Среднюю Азию. Да. 13 лет чеченцы вынуждены были жить там в изоляции, и более там 55, чем-то около 60% населения погибло от холода и голода в этих республиках, куда нас выслали. И после 13 лет долгих вот этих скитаний, да, все-таки нам разрешили вернуться домой. Через короткое время люди, ну как бы нас опять обманули в очередной раз, да, пошли в школу, там октябренок, пионер, комсомолец, это партия, не партия. То есть вовлекли в эту коммунистическую игру, дали забыть вот этот геноцид, и потом с новой силой в 1994 году обрушили еще больший геноцид уже с реальными бомбардировками, да, расстрелами и так далее. И потом, после короткой паузы, через 2 года, ровно 2 года, тут некоторые не могут читать, говорят, 3 года было, не было никаких 3 года. После выборов президента Масхадова было 2 года. За 2 года мы не смогли, естественно, и никто не смог бы сделать, восстановить из руин республику, не имея бюджета, не имея никаких доходов, да, не имея цены на нефть, рабочих, которые, говорят, был низкий. У нас не было и нефти, чтобы ее продавать. То есть не имея никаких производств. Поэтому здесь надо реально смотреть на эти вещи и, в общем, добиваться, чтобы вот эти народы, о которых мы сейчас говорим, да, чтобы они каким-то образом имели желание, да, покинуть вот эту страну, делать свой мир, так же, как и чеченцы сегодня, когда находятся здесь, обязаны просто помогать тем, несмотря на то, что мы здесь, мы обязаны помочь своему населению, которое осталось дома. Это наши родственники, соседи, братья, сестры, одноклассники и так далее. То есть мы должны думать и о них тоже. Да, совершенно верно. Я вот вспомнил в прошлом стриме у меня, я там обсуждал Умара Джабраилова, там показывал ролик по его попытке убийства. Это сейчас не относится к теме, которую мы сейчас обсуждаем. Просто я вспомнил, что я сказал, что я видел, как Умар Джабраилов сказал, что он принимал участие против наших бойцов. Я видел, но только я читал это. Я потом вспомнил, что может быть как видеоинтервью меня могли понять. И хотел бы внести ясность сейчас просто за то, что сказал. Я читал интервью, что он говорил, что он принимал участие против бойцов, что вот он, то есть такой герой, да, что у него какие-то награды есть даже за участие вот в этих спецоперациях на Северном Кавказе, или как это, боевых действиях на Северном Кавказе, они так называют. Ну, она же была спецоперация, когда он был кандидатом в президенты России, это была такая спецоперация, чтобы миру показать, что какой-то, видите, там чурка, чеченец, да, которого убивает, он тоже может себя там, короче, быть кандидатом в президенты России. То есть это вот такой ход, хотя этого никогда в жизни бы они не допустили, чтобы этот Джабраилов был избран, но им нужна была кукла, чтобы показать, видите, альтернативу, мы же чеченцев убиваем, плохих, а хороших даже президенты. Да. Такие игры. Да, совершенно верно. Мы как раз, я в прошлом стриме это обсуждал, это такой трюк такой у них был, что вот, это было соучастие в геноциде, то, что сделал Умар Джабраилов, участвуя в выборах президента, как кандидат в президента, это было соучастие, легитимизация нашего геноцида была. Он сказал, что да, это легально то, что нас убивает. Так, я смотрю, Виктор Дедусик к нам зашел. Слава Украине, слава ЧРИ, всем привет. Героям слава, Дедусик, приветствую тебя. Так, какие новости по суду в Гааге насчет геноцида чеченского народа, говорит кавказец ПП. Есть новости? Скажи. Ну, новостей, в принципе, сейчас больше тех, что мы имеем, что я вам уже сообщал, нет. Сейчас начинается новая акция по требованию к Международному уголовному суду в Гааге
для привлечения к ответственности. Да, мы дальше будем продолжать. Мы дальше будем продолжать наши акции, и я отдельно сообщу, когда будут какие-нибудь новости по этому поводу. Пока в процессе, все в процессе. Ну, я думаю, что мировое сообщество собирает большую папку досье на Россию, Да. которая там будет не только геноцид чеченского народа, там будет геноцид всех народов, и будет и Грузия, там и украинская, и сейчас Белоруссия тоже, факты участия российской армии, там или МВД, спецслужб и так далее. Потом сбитый Боинг, сбитый самолет Качинского, там много-много вещей, за которые России, конечно, придется отвечать. И этот час настанет, он недалек. Поэтому в этой среде мы тоже не можем чисто чеченскую тему выделять и говорить только вот нас спасите, или там накажите. Мы должны делать так, чтобы наказание было объемным, да, и уже за всех, да, чтобы понесли ответственность за преступления по отношению к совершенным ко всем. И очень важно в этом, то, что мы в начале стрима говорили, в середине, консолидация нас всех. Украинцев, грузин, чеченцев, белорусов, казахов. Всех нужно консолидировать в этом направлении. И тогда уже... Это нужно, чтобы другим диктаторам неповадно было. Надо так наказать одного, чтобы другие потом тоже шарахались от возможности быть наказанными. Да. Потом мы видим другой вариант сейчас, как Лукашенко. Беларусь. Лукашенко. Да, Лукашенко зацепился за власть. Видимо, тоже наблюдаем за этой картиной. Вместо того, чтобы геройски, да, уйти любимым народом и так далее, остаться в памяти народа нормальным руководителем, он зацепился за это кресло, еще с автоматом в руке ходит. Это, конечно, недопустимо абсолютно. Никакое демократическое государство себе такие вещи позволить не может. Ну, не то, что там, называя государством, в принципе, вот у нас как бы немножко понятие не совсем правильное, что такое государство, да? В России это Путин как бы государство, хотя государство это народ, да? А власть это всего лишь временщики, которые, управленцы, которых избрали на определенное время. Но они посчитали, что они в это кресло прилипли, да, и не хотят его отпускать. Хозяева, да, народа, земли и всего прочего. Это такое последняя, я не знаю, наверное, демократия, вот эта диктатура последняя, может быть, в европейской хотя бы части, да, не знаю, там что в Азии и так далее происходит, и дальше туда. То здесь это должно закончиться хотя бы на европейской части с этими двумя диктаторами. Это должно быть последнее, чтобы для того, чтобы народы процветали, для того, чтобы убрать вот эти все ненужные границы, абсолютно, чтобы человек мог свободно навещать друг друга, ездить, торговать, любить, не знаю, там в гости ходить. То есть для этого нужна свобода. Без свободы сидеть в одной клетке, там я там белорус, я там русский, я там такой-сякой, ну, не так много у людей времени, не так долго жизни, чтобы ее проводить в клетке. Совершенно. Человек рожден быть свободным. К этому надо всем стремиться, к свободе. Так. Так. Ассаламу алейкум из Афганистана. Да, донос. Говорит, ва алейкум салам. Дмитрий Грузинский. Салам алейкум. Ва алейкум салам. Дмитрий. Так, Хусейн, мы уже больше 1,5 часа говорим. Можем продолжить или... Если есть вопросы... Да, давайте задавайте вопросы, потому что время, в принципе, у нас, если вы хотите, мы можем дальше продолжать общаться. Так. Енуа. В Москве было много протестных акций, но ни одной из них за последнее время ни разу мусульмане не приняли мощного активного участия. Енуа, я вам могу сказать, что по поводу вот мусульманской общины. Мусульмане
в России являются вторым сортом. Да? И если же, например, какая-нибудь акция будет, и на этой акции будут принимать участие мусульмане, которые разделяют на самом деле, они для русских являются второсортными, а мусульманам России объясняют, что вот это там неверные кафиры, вы не должны с ними там контачить, это искусственное разделение идет. И если какая-нибудь акция, мероприятие какое-нибудь будет проходить, и там появится группа мусульман, которая начнет самовольно или автономно как-то себя вести и там, проводить какую-то свою акцию, то те русские, во-первых, могут испугаться и отойти от них, потому что мусульман легко обвинить в исламизме, в терроризме и так далее. Да? Последний тренд 20 более лет, который Россия днем и ночью, вот последние 5 лет, 6 лет на Украину переключились. До этого днем и ночью исламский терроризм, исламский фундаментализм и так далее, и так далее, и так далее. А то, что потом произошло в Сирии, это просто была наглядная демонстрация, насколько ужасно, да, накручивание вот этой темы, когда КГБшники, внедренные вот это исламское государство, так называемое, ИГИШ, исламское государство Ирака и Шама, эти люди, каждый день изобретали разные способы убийства людей просто. Да. Топить запрещено в исламе, они топили, сжигать запрещено в исламе, сжигали, и так далее, и так далее, и так далее. Это массовые убийства были. Это была дискредитация. Конечно, эти люди, вот этот ИГИЛ, убил в 1000 раз или миллион раз меньше, чем на других войнах это было, убивали людей. Но как это преподносилось, это была большая, очень сильная дискредитация мусульман. Всех мусульман, заметьте. Не просто каких-то радикальных, правых, левых, а именно вот весь ислам пытались дискредитировать. И все это делает Россия. Россия враг всего нормального, человечного. Запад это будет, украинцы это будут, мусульмане это будут, евреи это будут, не имеет значения, американцы это, они враги, их сила в ненависти, ненависти к другим, для того, чтобы вот этот народ, послушную массу, надо направлять вот эту энергию. Если вкратце, вот как-то так. Так, Liberty Ханоид, Асан, скажите ваше мнение о Жеребцовой. У меня мнение о ней как обычной нашей гражданки Чеченской Республики Ичкерия. Как такого мнения у меня, плохого у меня нет о ней, ничего. Единственное, я просто не слежу. Да, я написал там на днях комментарий к ее к одному видео. Она, конечно, гражданка Чеченской Республики, Ичкерия, там в тот период она жила, была маленькой девочкой. Ее воспоминания о войне, конечно же, бесценные, как маленького ребенка, и что это русская девочка написала такие вещи, вот в этом вся эта ценность, потому что написала бы чеченка, никто бы не читал бы. Поэтому здесь вот такая ситуация. Но единственное, что Полина, к сожалению моему большому, не может понять, что чеченский народ имеет право на самоопределение. Вот этого она не поняла. А есть такое у нее, да? Да, она есть у нее, она просто, жили там в Советском, есть же там пломбир был хороший, вот это выражение, да? Жили в Советском Союзе, я вот как-то читал, что в Придудаеве то было, в Придудаеве это было. То есть нету такого объективного восприятия ситуации, потому что она была ребенком тогда, в тот период, и ничего не видела. И потом, когда я ее некоторые вещи тоже читал, там проскальзывают какие-то вот вещи, да, а ей обидно, когда чеченцы говорят, что вот наших чеченцев убивали, а тут Полина русская, там русские наши соседи, а мы не говорим, что русских тоже убивали. Хотя это совершенно неправда, мы с самого начала и всегда говорим, что русские были гражданами Чеченской Республики Ичкерия. Мы их никак не отделяем от себя. Чеченская Республика Ичкерия, она называется так получилось, что она так называется, не
не по-другому, хотя у многих было желание, у оккупантов было желание переименовать себя, но мы как бы народ, который исторически живет на этой земле, да, и я думаю, имеем право называть эту страну так, как мы хотим. Ну, Россия доживается с да, Россией. это равносильно тому, что сейчас мы приехали сюда, в Германию или в Австрию, где мы сейчас живем, и требуют переименования Австрии, да, в какую-то другую, не Австрийская республика, не немецкая, да, а в какую-то другую. Это то же самое, или там какие-то проблемы, чтобы нас вперед выпихивали. То есть это немножко неправильно. Так она все отлично, хорошо. Сейчас она какие-то там передачи ведет. А ей надо, я думаю, что вот эту политическую сторону немножко, в чем она не разбирается, это лучше опустить для того, чтобы ее... А налаживать мостики между русскими и чеченцами. Да, люди вот больше понимали. Ее понимает, она на вид приятная женщина, голос у нее приятный, все, слушать хорошо. Но вот эти нотки, которые нам болезненно мы воспринимаем, там, когда Жахаре Дудаеве неправильно информация подается, да, что при нем там бандитизм какой-то был, что не соответствует абсолютной действительности. А сегодня что делается, что в России делается, об этом надо же больше говорить, наверное, что при Путине, там, при Ельцине бандитизм в России был да. 100 раз больше, чем даже в военной Чеченской Республике. То есть вот в этом плане, да, там есть какие-то шероховатости, а так больших претензий, конечно, не может быть. Она писатель, она пишет то, что знает, то, что умеет. Так, Хамзат Гилай, Асан Хусейн дал маш мокшли люлетильшу, дал эту бокыршу баонта. Амин дейрейс хуй Хамзат. Так, Зазам Чедришвили, Китай тоже хитро, умно действует, и думаю, что китайцы захватят часть России. Пожалуйста. Уже. Я им отдаю. Может, всю захватывать. Уже захватили, да. Так, пойдемте дальше. Так, перемотаю немножко. Так. Аду Давлетюк. Что может остановить чеченцев, кроме в Европе, занимающихся криминалом и беспределом, дискредитирующий весь чеченский народ? Это вопрос, я так понимаю, да? Что может остановить? Ну, во-первых, такого криминала массового... остановить трудно? Не, во-первых, такого массового криминала, да, как средства массовой информации выдают, нету. Это фактически нет. Я вот расскажу случай, да, как это делается. Вот в Австрии есть газета Heute и Österreich, две газеты, бульварная пресса, желтая пресса, там по-русски их так называют. Это газеты, которые бесплатно возле каждого метро можно любой взять, да, и читать ее. Так вот, вы помните случай, когда в Берлине на грузовой машине, когда в новогодний базарчик ехала грузовая машина. И там убили людей и все такое. И австрийские вот эти две газеты пишут, что водителем мог быть чеченец. Водителем этой грузовой машины, которая врезалась в толпу людей, мог быть чеченец. Никакого факта, что там чеченец. Мог быть, просто мог быть чеченец. Для зрителей чеченец достаточно. Да. Мог, не мог, это уже другое дело. Потом через какое-то короткое время происходит подобный случай в Ницце, во Франции. То же самое, там, кстати, говорят, на Чеченко, по-моему, погибла девочка. Вот. И там тоже водитель мог быть чеченец. Точно так же написано. Потом через опять какое-то время Путин приезжает в Петербург, и там взрывается метро. Ни одна российская газета не пишет, что там чеченский след, туда-сюда, уже не модно как-то, да. А австрийские вот эти две газеты пишут, что наверное, это чеченские, исламские какие-то террористы совершили этот подрыв. То есть вот эти три факта буквально за пару месяцев. Да? Мы тогда взяли, написали письмо. Есть здесь, у нас в Австрии есть пресс-рад, контрольный орган за средства массовой информации, и пресса-сенат, вот, более высокий орган. Ну, написали туда письмо, что вот эти изложили эти факты, что это фальшь, что это дискредитация чеченского народа и все такое прочее десятое. То есть получили ответ, что ваше письмо принято и факты подтвердились, и оно направлено в Высший совет пресс-рад на рассмотрение. То есть какое-то время прошло, да,
мало начали писать о чеченцах, плохо. Да, да. Потом началась вот эта пропаганда была, чеченцы, афганцы, афганцы, чеченцы. Каждый божий день, вот там 12-летний чеченец там побил или там дернул кого-то. Забрал игрушку. Надо обязательно в газете напишут, чеченец это, да, чеченец. И потом статистика растет же, там 12-13 лет. Это детские шалости, там в школе да, учитель, вот была тоже такая штука, что ли, в школе учитель не отдал, 13-14-летний подросток не отдал телефон учительнице. Учительница хотела забрать телефон, он мне не отдал, нагрубил я, и это пишут в газете. Да? Вот таким образом вот такой комок делает из маленького комка, он нарастает большой ком, да, снежный ком. Поэтому не все надо, не всему верить, то, что написано. Хотя даже факты, на Западе. Да, хотя факты есть, да, есть ограбление, есть даже в Австрии была попытка ограбления инкассаторской машины 3 чеченцами. Мы эти факты тоже не скрываем, такое есть. Но мы должны понимать одну вещь, да, что здесь неоднородная масса, здесь в Европе нельзя там чеченец, это все это одна масса. Мы здесь, во-первых, очень сильно разделены как и по религиозным взглядам, да, и по политическим взглядам, и по разным взглядам. Мы тоже, как и все украинцы, там, русские, там, немцы, не знаю, кто попало, как и все другие народы, мы неоднородная масса. Да. Мы все имеем свои индивидуальные какие-то соображения по этому поводу. Хусейн, тогда дополнительный вопрос. А как ты думаешь, вот эта Хойта и Остерая газета, вот эти желтая пресса, которая доступна очень легко для русских денег, были ли там, вероятно, есть ли там русские Конечно, деньги? Конечно, есть. Там не Без то, что есть. сомнения. Эта газета контролируется партией ФПО. Угу. ФПО это партия Штрахи, который был вице-канцлером в Австрии, который вот Ибице, там есть видео, где они с Гуденосом, да, вот они взятки. А этот Гуденос, который его помощником был, еще с 2012 года мотается в Грозный, Кадырову, да, и, естественно, за баблом, зачем еще туда? Конечно. То есть это вот эта мафия, которая организовалась партию, и вот на чеченцев строит свою политику. То есть в этом плане тоже есть методы борьбы. Да? Мы, когда много писали о чеченцах и афганцах, о драках между чеченцами и афганцами, это нашло уже так далеко зашло, что все ходили и друг друга ненавидели заочно из-за того, что в газетах пишут. А мы в прошлом году организовали совместный, вот как наш культурный центр и афганский культурный центр, и несколько афганских организаций. Мы собрались и организовали очень большое мероприятие, спортивное, культурное. Я знаю, помню. Да, вот это мероприятие, вот позвали журналистов, показали, что мы между афганцами и чеченцами нет никакой вражды, видите, вот афганцы, вот это мы. Да. То есть после этого эта тема тоже упала, да, не стали писать афганцы и чеченцы. Это я говорю для того, чтобы вот сейчас во Франции, да, арабы там, чеченцы с арабами подрались, арабы с чеченцами. То есть это, на мой взгляд, специально провокации каких-то людей, которые подыгрывают, может быть, партии Ле Пен, которая хочет прийти к власти во Франции, да. А подыгрывать могут тоже, да, чеченцы, ну, продажные чеченцы, которых заслали сюда. Они могут провоцировать этих молодых ребят, которые не понимают ничего о политике. Да. А провоцировать это несложно. Там сказать, вот меня вчера толкнул какой-то араб, или там побили наших, арабы побили наших. Уже не надо говорить, кого побили, привести вот этого побили. Достаточно сказать, что побили. Я, кстати, вот в детстве читал книгу, может кто-то читал, помнит, называется «Город мертвых». Автора не помню, к сожалению. Вот там немецкие спецслужбы, ну где-то, я так предполагаю, что это в азиатских где-то странах, они проводили диверсию, стравливали вот эти народы, и там такой город, уже забыл, ну совсем молодой был, читал. Там, короче, город одной части мусульманское население, другой христианское. Вот два агента, да, спецслужб одеваются, один мусульманскую одежду, другой христианскую, разорванной плотью, там кровь немножко, да, как бы покрашена, и бежит он, один мусульманин бежит как бы в мусульманскую сторону, говорит, наших бьют, христиане убивают наших детей, ну орет там, бежит. Тот бежит к христианам и говорит, мусульмане наши.
И вот эти две разделенные толпы, да, уже реально убивая друг друга, всех, кто попадается на встречи, они схлестываются, и вот книга называется «Город мертвых». То есть мало кто остался выжил из этого города. То есть вот эти вещи здесь тоже проводятся, но немножко не в такие кровавые, но вот эти разборки, что там были в Дижоне, например, да, там Ницце, еще какие-то места. Это тоже из оперы, когда провокаторы сидят и подтрунивают эту молодежь, чтобы они провоцировали, и потом в реальности это приведет к тому, что из-за этих вещей начнут депортировать нас, да, не будут любить, ну, в смысле уважения потеряют чеченцы и так далее. Здесь есть возможность, конечно, влиять на эти процессы. Как это сделать? Нужно взять молодежь, да, которая там 12-13 лет, еще меньше. До того, как они попадут в тюрьму, да, надо заниматься этими ребятами. И надо заниматься, тут надо понимать, что многие чеченцы говорят, что папа, мама должны заниматься этим процессом воспитания детей. И никто не против этого. Но дело в том, что около 50%, можно смело сказать, женщины не имеют мужей. Кто-то там в тюрьме, кто-то погиб на войне, кто-то в разводе. То есть они воспитывают одиночки, матери-одиночки воспитывают нескольких пацанов, да, например, сыновей. И мы знаем, мы все папы, все взрослые люди, мы сами были детьми, мы знаем, что пока мама держит ребенка за руку, особенно пацана, да, он ее слушает. Как только ему там лет 12 отпускаешь руку, самостоятельно в магазин пошел, уже все, он из-под контроля уходит. То здесь уже нужно общество, чтобы общество заняло этого ребенка чем-то, чтобы люди, которые что-то умеют делать, да, там, писать, читать, какие-то лепить, рисование, там, не знаю, ну, какое-то рукоделие, может быть, вот организовывали какие-нибудь кружки, куда приглашали бы эту молодежь. Пусть там танцуют, но под контролем, чтобы это все было. Пока этого не будет, пока самостоятельно молодежь живет в парке, а мы живем как бы в другой стороне, это будет просто вал нарастать, потому что растет новое поколение детей, и эти, которые уже имеют криминальное, да, прошлое, они втягивают каждый раз новых людей. Вот с этим только так бороться можно. Хусейн Хамзат Гилаев задает вопрос. Хусейн, многие пользователи пишут, что Шамиль Басаев сотрудник ГРУ. Скажите ваше мнение об этом. Думаю, многим интересно. Ну, я очень был сильно знаком с Шамилем Басаевым в последнее время. В 99 году мы почти ежедневно, можно сказать, играли в бильярд в поселке Калинина у нашего общего друга Абдула. Да, в Гечтовце мы убили в Ницце. Вот, у Абдула играли в бильярд. Шамиль очень хорошо играл в бильярд. Никогда не любил проигрывать почему-то. Приходилось, когда надоедает, что-то поддаваться тоже. Здесь о том, что он сотрудник, не сотрудник, я могу одно сказать. Да, я лично своими глазами видел в Ведено в 95 году, как два русских истребителя прилетели в Ведено и разбомбили дом его, рядом с его домом, его дом двоюродного брата, немножко хороший дом там был, и с подвалом. И когда люди видели самолеты, естественно, решили спрятаться в подвал. И в этом подвале сейчас 11 или 13, сейчас точно. 13, по-моему. Я сам лично вытаскивал оттуда эти трупы, этих детей, там присутствовал при этом, да. В основном женщины и дети. Да, все женщины и дети в основном. И это были ближайшие родственники самого Шамиля, его там сестры, двоюродные, и его племянники. И вот после этого я хочу задать вопрос, да, любому, кто говорит, что ГРУ, за какие медали, да, после убийства твоего родственника ты можешь пойти там, ну, наверное, находятся такие, я не знаю, но я знал лично Шамиля во время войны, я знал во Вторую войну, в Первую войну, и в штабе видел, и там, когда его... После первой русско-чеченской. Да, я помню, например, первый раз, когда была оппозиция, зашла в город Грозный, оппозиция, это в 94-м, 93-м году, по-моему, в 93-м году, в 94-м, кажется, через микрорайон. Шамиль Басаев пошел навстречу этой оппозиции, там были перестрелки, в перестрелке он был ранен, ему пробило грудную клетку, сквозное ранение было, и он залепил это лейкопластырем, то есть он ни одного дня не лежал в больнице, у него была перевязка, рука перевязана, здесь пробита грудь, и он так вот ходил, все время работал.
ну, он был командир батальона. И потом уже, когда началась в 94 году война, Шамиль Басаев сидел, АГС у него был, он сидел на гостинице «Чайка» и оттуда бил, это АГС летит на 2 километра, дальность полета, он бил в район сосредоточения русских войск, ну там за центральным рынком до ДК Ленина, в ту сторону. Там бил по ним, и когда его засекли, они начали артиллерийским огнем давить его. И от осколка попал туда снаряд на эту крышу, и осколком кирпич, куском кирпича, вы, наверное, видели, шрам у него на голове. Вот это, от этого удара кирпича у него там поломался череп. И он как раз, я был на связи с ним по рации, у нас были несколько раций всего на тот период, в 94 году. И, короче, послали людей, помогли его, и он в своей бароновской части, в 12-м военном городке, ни на один день не ушел с войны, хотя была причина, там никто бы ему ничего не сказал. Он там сидел, отлеживался и командовал, продолжал командовать. Потом, когда мы помним уже в эту войну, когда из города выходили, в районе Ермоловки, когда ему оторвало ногу. Да, он первый пошел по минному полю. Он пошел, да, он пошел, и без этой ноги он никуда не ушел, не покинул родину, ничего, без ноги, он все время, пока он не погиб, ходил, и какие награды, я не знаю, теперь, если его нету сейчас живых, да, Лазов Павел Доцин, и я думаю, что уже пора, наверное, его ГРУшные награды вытащить, сказать там, да, если он такой герой был, ГРУшник, там, ФСБшник, не знаю. То есть это все делается для того, чтобы у чеченцев не было своих героев, да, чтобы мы подвергали сомнению любого человека, что сейчас предпринимается по отношению к тебе, к любому из нас, да. Вот любой человек у нас должен быть или ГРУшником там, или таким человеком, которому не надо доверять. Да. То есть это и про Масхадова говорили, это говорили и про Дудаева, и про Закаева, и про Гилаева, про всех подряд. То есть Шамиль в этом, ну Шамиль просто такая фигура, слишком яркая, да, чтобы не говорить о нем ничего, поэтому надо, чтобы он не был национальным героем, надо его запачкать, да. чтобы он не был примером для подражания, а он будет примером. Я знаю, что хотим или нет, он уже история. Конечно. Например, в Турции, да, все там с этими плакатами Шамиль Басаев, там, национальный герой Турции, по крайней мере, если он нам не нужен, то его они заберут. Да. Мы своих не отдаем. А вот это тот случай, когда Ведено разбомбили его родственника, погибло 13, по-моему, вот этих женщин, детей, его родственников. Через 2 недели произошел рейд Басаева на территорию вражеской страны, России, и захват Буденновска, города Буденновска, где они там устроили. Вот буквально через 2-3 недели после этих. Да, позже было. Позже, да? Было? Но это было, нет, это немножко одно не связано с другим. Это просто дело в том, что рейд был уже осуществлен, когда у нас было очень мало сил, надо было каким-то образом спасать ситуацию, надо было. Просто нас уже давили, и никто нам не мог оказывать ни военную помощь, ни экономическую, ни там информационную и так далее. То есть там уже принято решение Шамилем там, и другими, которые имели доступ к этой информации, было решено совершить рейд. Это было специально сделано, чтобы показать, что каково. Ну, я вот сегодня как раз говорил, вот посмотрите, если как стреляет русский дом, да, где там бандиты сидят. То есть там видно было, что в Буденновске нельзя, да, убивать русских, хотя они убивали, били по больнице, да, по своим людям. Штурмовали весь день, да. И штурмовали, но все равно они штурмовали не очень охотно. Они могли бомбы закидать, они не сделали, потому что там находились в основном жены вот этих военных летчиков, военнослужащих разных, да, Буденновск, военный город, так же, как и Моздок. То есть там они, рейд был совсем по-другому, но так случилось у них, что они вот там оказались в этом городе. И вот этот рейд Буденновск послужил передышкой, послужил возможности очухаться от этого сумасшествия, да. Переосмыслить, привлечь внимание прессы, да. Это очень важно. Да, это вот Шамиль Басаев вот это сделал, надо дать должное, что
если бы там не было этого рейда, да, то были бы намного больше жертв, потому что в тот период, да, русские применяли вот до рейда, ну прям буквально крошили все на своем пути. То есть после рейда уже немножко начали избирательно, потому что ожидали второго рейда, третьего рейда, да, какую-нибудь глубинку российскую. Россия понимает только язык силы. Другого варианта там вообще нету. Я во время переговоров мне неоднократно приходилось, ну там, в переговорах участвовать, и видел много генералов российских, да, там, высших офицеров. Ну, такого яркого впечатления, да, там, никто на меня из них не произвел. Такого яркого, да, как, например, наши генералы, там, наш Масхадов, наш Дудаев, такие мужественные, все такое. Это там с их стороны не было таких. Все вот, ну как сказать, с такой ненавистью, с такой, знаешь, пренебрежением, страхом. Но это все это был страх, конечно. Если человек мужественный, если человек честный, он не будет к противнику относиться плохо. В любом случае. Если человек трус, то он, конечно, будет с этим военнопленным обращаться плохо и со своими солдатами, и к мирному населению этой страны, где он воюет. То есть... Анзорино говорит, выходит, российская ГРУ воевала с Россией, если Басаев был за них. Ну да, вот нету логики, а просто если вот как это тухлая рыба, которую ты говоришь, забросили, там Басаев ГРУ. Да, и потом некоторые поддерживают, а он ФСБ, ГРУ. Где вот, покажите хоть один документ, что он ГРУ. Документы тоже можно, в принципе, сфальсифицировать, да, но сегодня речь идет о том, чтобы не дать чеченцам сделать национального героя. Вот, я не знаю, ты помоложе. Трупы не отдают, это все не было могил. Я когда в моей молодости, да, чеченцам позволили, и то в советское время, позднее советское время, позволили одного героя, не Хасуха Магомадова, Зелимхана Харачевского. И то, почему его позволили, потому что он как этот с луком, стрелом в Голландии, где он там. Робин Гуд. Да, как Робин Гуд. Он исполнял роль как бы Робин Гуда, потому что он как бы отбирал у богатого, раздавал. Причем в царское время. Царское время. Но он не был против царской власти. Да, да. Он не призывал к перевороту. Восстания, да. Здесь просто вот такая ситуация. Он был очень мужественный человек, это надо отдать ему должное, но он не был политиком. И поэтому нам его разрешили как героя, да, чтобы не было призывов, что свергнуть советскую власть и прочее. Да. То есть это единственный герой, да, хотя если мы сегодня знаем, да, нашу огромную историю, героическую историю нашего народа, у нас этих героев было тысячи. Конечно. Но все вот эти имена пытаются забыть. И шейха Мансура, там, и соратников шейха Мансура, и во времена имама Шамиля тоже сотнями, тысячами героев было. Все заставили забывать. Сегодня та же история. Вот с этим, да? Шамилем, Масхадов плохой, генерал Гилаев плохой. Да. Из этой оперы. Да, совершенно верно. Евгений говорит, попытка клеветать Шамиля – это часть общего плана по очернению всех людей, символов борьбы за независимость. Точно, да. Евгений очень часто, очень хорошо формулирует, да, свои сообщения. Это то же самое, примерно, представь, вот украинцев, да, Бандеру, как можно назвать Бандеру фашистом, когда Бандера только за его слова, да, если народ вместо хлеба выбирает свободу, в конечном итоге он теряет и свободу, и хлеб, да, ему можно уже огромный памятник поставить только за эти очень глубокосмысленные слова. И как можно, даже в этих словах видно, человек предлагал своему народу свободу, а не хлеб. Выберите не рабство, а свободу. Анзорино, хороший аналитик Исханов. Тебе комплимент. Так, да, Исханов бывалый волк, говорит, территория Март. Аллах, да, от Улюэль, говорит, нох чинох. Аминь. Зондер командир, некоторые любят тухлятину, но их мало. Шакалы любят. Гиены. Любят, да. Так, чеченский след Рязанский Сахар. Роскомнадзор на резервном канале потребовал удалить видео о диверсантах Шамиля Басаева и поход на Москву. Делают все, чтобы забыли об этом. На основном канале видео набрало
за 30 тысяч просмотров. Так. Пойдем, не перемотаю. Дейресхуль Хусейн. У меня не было и нет сомнений в наших героях, говорит Хамзат Гилаев. Хасан Исраилов тоже говорит, зондеркомандер. Так, Анзорино. Выводите войска, они хотят мира, кричала одна из заложниц в Буденновске. Иса Ахьядович Мунаев, тоже герой наш. Да. Так, Евгений. Асану Хусейну доброй ночи. Вопрос. Если для своих партий в Европе нет возможности, то почему не проводить своих людей уже существующие партии и хоть как-то защищать свои интересы? Вот об этом мы как раз говорим. Для того, чтобы, например, здесь есть партии, да, здесь есть, например, в Германии есть нормальные партии, там зеленые, СПО, ну не знаю, у вас какие партии, у нас есть... Зеленые у нас есть. Зеленые, да. У нас есть тоже партии, в которые любой человек может свободно вступить. Но дело в том, что наши ребята не политизированы, наша молодежь не политизирована, потому что родители сидят и говорят: о, политику не лезь. Взрослые дяди сидят и говорят: о, мы не в политике. То есть эти люди не знают, что политика это и есть жизнь, вот эта вся жизнь связана с политикой. Политика школьного образования, такого, сякого, там, да, вся она политика, другого не бывает. Здесь надо, ну, велосипед изобретать не надо, просто нашей молодежи надо обращаться, ну, к нам, например, да, или, ну, не то чтобы обращаться, сотрудничать с нами, работать с нами. Мы можем их ввести в эту политику, да, можем познакомить с людьми, можем познакомить с журналистами, с политиками, дать возможность выступить где-нибудь, рассказывать что-нибудь, что привлечет к ним внимание, как молодым политикам начинающим. Потом мы можем немножко толкнуть их вперед, и эти люди потом, придя в политику, большую политику в этих странах, где они проживают, оттуда они могут влиять на эти процессы. Но для того, чтобы они это делали, да, им самим нужно знать историю своего народа, чтобы рассказывать. Конечно. Вот я навсегда привожу пример евреев, да, у них отлично построена вот эта система, да, система памяти Холокоста, да, в любой стране, где вы живете, вы увидите обязательно или табличку, что здесь уничтожали евреев, там какие-то памятники, какие-то сооружения мемориальные. Да. Вот когда мы будем делать такого рода вещи, тогда мы можем о себе заявлять. У меня была идея, кстати, она сегодня есть, да, и я ее как бы даю вот людям в жизни, чтобы, например, как одно из таких возможных вещей, геноцид 1944 года признан Европарламентом как акт геноцида. Геноцид 1944 года. На основании этого акта мы можем в любом там районе, в Германии или в Берлине, в любом поселке, неважно где, поставить, например, памятник, договориться с властями, поставить памятник, попытаться хотя бы поставить памятник геноциду чеченскому народу 1944 года, да, так его назвать как-нибудь. Потому что есть прецедент, где это евреи делали, там другие народы делали, и мы почему не имеем такое же право? Вот с этих маленьких вещей потом начинается большая политика, потом начинается вот возле этих памятников можно обсуждать все эти вещи, потом проводить какие-то там мероприятия, там напоминать все время: видите, вот нас убивали. То есть пока вот этого вещей не будет, все, что мы сегодня говорим, оно остается как бы в воздухе, да, слова это всего лишь слова, они пропадают, как мы рот закрываем, и все, слово свое существование прекращает. А памятники, они остаются, глаз все время воспринимает, вопросы возникают, там, где, что, как. Вот эти вещи нам надо здесь, в Европе, уже пора делать такого рода вещи. Но для этого тоже нам нужны художники, да, скульпторы, нам надо их воспитывать. Да? Там, ну, я вообще вот только для этих дел там люди должны уметь. Я это к чему опять говорю, потому что все вот это рисовать нельзя, харам, то нельзя, все нельзя. Вот про это дело тоже хочу просто пару слов сказать. Я, например, бывший там художник, когда-то чем-то занимался, в театре Лермонтова работал в советское время, там в парке культуры работал тоже. В России немножко там приходилось работать. Но дело в том, что люди не понимают, что такое художник, да? Что такое творчество.
Но однако хотят красивую одежду одеть, да, там, вот, Гуччи, Муччи, там, Босс и так далее. Какую-то посуду красивую купить, машину красивую купить, и в то же время не понимать, что это создают художники, рисуют сперва, создают форму, потом лепят из этой формы, и в итоге получается Мерседес какой-нибудь, да, супер класса, и там какие-то вещи, айфоны, там прочие телефоны. Все это дизайн создает художник. Для того, чтобы стать художником, надо весь этот процесс пройти, рисование, учиться рисованию, учиться пользоваться красками, учиться строить композицию, там, рисунок и так далее на плоскости. Да. То есть этому надо учиться. Без этого, без вот, изобразительного искусства нету прогресса. Вообще никакого нет. Как только начинается, заканчивается искусство изобразительное, да, то заканчивается полностью прогресс. Ты не увидишь красивого самолета, ты не увидишь красивую машину, ты не увидишь ни автобус, ни красивого дома. Все это дело уходит. Ты можешь тогда что сделать? Шалаш построить. Ну и Россия получится. Как Ленин, да, там в шалаше. И все. Вот и то такой уродливой форме будет. Или получится то, что вот этот якутский скульптор там делает. Так, Хусейн Исханов очень образованный человек, говорит Дмитрий Грузинский. Терибал Чечен, ассалам алейкум, посидеть бы с вами за кадром, чай молча, да, это бойлой. Алейкум салам, Терибал. Алейкум салам. Можно и в кадре попить чай, приходи. Баркал Хусейну Аслану, говорит Аслабек Тутаев. Так. Анзорино, политика интересоваться нужно, иначе политика заинтересуется тобой. Да, совершенно верно. Так, антирашизм. Невеждам ближе Нева и УАЗик. УАЗик он антирашизм. Война гой. Так. Так. Анзорин Исханов творческая личность, оказывается. Да, Хусейн Исханов художник. Да, очень творческий, многосторонне развитый человек. Тоже все мысли и все как бы надежды, все фантазии мои, да, унесла война, как, впрочем, у многих чеченцев, которые хотели чего-то в своей жизни добиться. Жизнь так повернула все в разные стороны, что наши мечты оказались как бы, остались мечтами только. Но я, честно говоря, не жалею ни одной секунды в том, что выпало на мою долю, да, и что я перенес, несмотря ни на что. Так что все, как говорится, судьба. Да, и хорошо, что ты у нас есть, Хусейн. Хорошо, что ты есть. Ты, такие люди, как ты. Кстати, говорит Маждада, якутский скульптор бросил вызов Илону Маску. Дожили. Ну, Илон Маск доигрался, короче говоря. Так. Йен Уа говорит, Маруся Зверобой написала в Фейсбуке, некогда скучать, еще много работы, нам еще 3 зуб на Кремле прибивать. Ну, тогда если прибивать, то его можно на одной башне прибьем 3 зуб, на другой башне прибьем волка с чеченского герба. Потому что у нас тоже, извините, конечно, но у нас тоже есть свои счеты. Так. Заза Мчедашвили, для меня Шамиль Басаев преступник. Они герои вам понравятся, если я буду героизировать Лаврентию Берия, говорит грузин. Ну это я понимаю его, конечно, я его понимаю, могу понять. Но дело в том, что Шамиль Басаев признал свою ошибку, он извинился, он сказал, что это была большой ошибкой, но его тоже можно понять. Это когда был развал России, Советского Союза. Был развал Советского Союза, была пропаганда на отделение. Мы, чеченцы, мечтали отделиться, не зная политику, не зная реальных состояний, реальных дел.
тоже вот добровольцы полезли в Абхазию, Грузию. Против воли Дудаева Да. это было. Тем более сегодня вот последствия, да, что в России, Абхазии, к сожалению, большому, я говорю, я тоже уважаю и абхазов, и грузин, но то, что Абхазия не получила свободы от Грузии, да, хотя речь шла об этом, она ушла от Грузии и пришла в Россию. То есть она себе сделала больше вреда принесла, чем Грузии, потому что в России никакого будущего нет, а Грузия процветает сегодня. Да еще будет процветать. Будет, естественно, будет. И семье кавказских народов будет, не знаю, на каком-то хорошем уровне Грузия. Мы надеемся на это. Да. И я надеюсь, что Абхазия тоже в свое время вернется. Да, обязательно. Вернется, И деваться некуда. Заживем как бы в дружбе с кавказских народов, как по примеру Евросоюза. Совершенно. И, Хусейн, еще если можно, я добавил бы, по поводу того, что Басаев пошел там в Абхазию, там воевал и так далее. Надо не забывать, что Шамиль Басаев на тот период был молодым человеком, да, которого можно было, например, той же пропагандой завлечь в это дело, когда человек на эмоциях за свою страну и видит, что малый народ, небольшой народ, абхазский народ вроде бы предъявляет те же требования, что и наш народ, то получается мы как бы соратники по несчастью. Но там очень важный момент, который и грузины, и чеченцы часто упускают. Руководителем Грузии на тот период времени был КГБшник Шеварднадзе. И КГБ было нашим врагом всего. НКВД, тот же Берия, про которого только что вот Заза нам сказал, он был из КГБ, из НКВД, из этой системы был человек. И у нас, у нормальных чеченцев, КГБ, ФСБ должно вызывать отторжение. И Шеварднадзе был ярким и очень успешным представителем КГБ. Он занял пост руководителя Республики Грузии, и поэтому использовать, например, человека, а потом обвинять и Басаева, и потом некоторые умудряются еще весь чеченский народ обвинять. Хотя, в отличие от Берия или Гюшиани, который в Хайбахе 750 человек сжег заживо, и долгое время жил, его никто не трогал в Грузии. Эти люди, в отличие от Шамиля Басаева, не извинялись за эти преступления, которые совершались. И Шамиль Басаев там тоже придумывает историю, что он отрезал голову, играл в футбол там. Это не в традициях чеченцев, это вранье все. Да, и я согласился бы с этим, что они там делали это. Если бы, когда уже война пришла в Чечню, более опытный Басаев, если он садист, да, отрезать голову, играть с человеческой головой, это имеет садистские наклонности. Он не смог бы скрыть эти садистские наклонности и творил бы уже не с абхазским врагом грузином, а со своим русским врагом русским, с которым он убивает его 13 женщин и детей, он бы им голову отрезал. Поэтому очень много лжи и пропаганды. И между нами, кавказцами, не должно быть вот этих недопониманий, которые нам пытаются всячески навязать Россия. Здесь надо вот параллель, например, поход как бы Басаева в Дагестан. Здесь точно такая же параллель, поход Басаева в Абхазию. Там просто Басаеву как бы сказали, что народ находится в таком плачевном состоянии. Надо помочь. Он просто шел помогать слабому, как бы нуждающемуся народу в его понимании. В Дагестане то же самое, там ФСБ организовала вот эту уход назад Багаудина, потом Чабан-Махай, Карамахи, там Шариат и так далее. И там, когда обложили эти села по Конгрессу, по уставу Конгресса Чечни и Дагестана, который до этого был умышленно создан Удуговым, и в этом уставе Удугова, ну да, под руководством Удугова и его брата Умарова. Вот это было Конгресс Чечни и Дагестана, в который потом умышленно выбрали сопредседателем с чеченской стороны Шамиля Басаева. С дагестанской стороны был поэт и писатель Адало. Сейчас недавно умер он. И причем умер, вернувшись из-за границы, попросил прощения, там, вернулся. Понял, да? Понявший. Ну да, уже понял, и на родине умер.
ну, говорят, был хороший человек, я не могу о нем ничего сказать, я его не знаю просто. Но Шамиль Басаев был такой, на тот период уже герой чеченского народа, герой Кавказа, там мировой известность все такое имел. И, конечно, очень важно было для того, чтобы в Дагестане вот эта операция, да, по второй началу войны, чтобы каким-то образом поддаться на провокацию, надо было поставить вот такого человека. И вот был избран, причем я говорю еще раз, умышленно избран, потому что на этом собрании, где избирали сопредседателя, и был и Масхадов, и там были посажены те люди, которые голосовали во время голосования за Басаева, умышленно избрали его. То есть в уставе было написано, что если Дагестан попросит помощи, да, то чеченская сторона, вот этот Конгресс Чечни и Дагестана, обязан пойти на помощь. Втянуть, да. Если с нами что-то случается, то Конгресс Чечни и Дагестана, дагестанская сторона обязана прийти чеченцам на помощь. Но здесь так получилось, что помощь была, необходимость помощи была организована Степашиным, да. Когда мы помним, будучи премьер-министром Российской Федерации, да, это очень важно подчеркнуть, премьер-министр, который не был во многих областях, в ранге такого премьер-министра человек, не был во многих областях Российской Федерации, да, не во многих крупных городах в своей истории в России ни разу не был, этот человек едет в Чабан-Махи, Карамахи, куда только, на Ослике можно доехать. Это какая важность была вот этих двух сел, чтобы туда приехал премьер-министр. Уже этот факт говорит о том, что это была спецоперация, планированная заранее. Потом, когда Степашин там сказал, вот у вас какие законы хорошие, да, там шариат, у вас там не пьют, не курят, наркотиков, ничего нет, нам бы такие законы, как у вас, то есть похвалил и прислал туда гуманитарную помощь для того, чтобы в осаде эти люди в будущее, как бы осаде, могли подольше просидеть там, пока Шамиль Басаев не придет. То есть это была организованная такая мощная операция российских спецслужб, на которую, к сожалению, да, вот наши люди Шамиль Басаев клюнул. Но хотя тоже там, если не пошел бы, было бы по-другому, опять-таки не было бы удобно не пойти к своему там брату, соседу на помощь, тоже неправильно, да. А пошел, получилось, как бы попал в капкан. Но здесь, двояко там. Здесь тоже очень важный момент. Некоторые говорят, что вот Басаев пошел в Дагестан, из-за этого началась война. Но вот я скажу, 1996 год. Лукьянов, когда в Хасавюрте подписывали соглашение, мирное соглашение, Лукьянов, тогда Лукьянов был, по-моему, по правам человека, что-то такое в России, такой толстый в очках. Да, Лукин. Лукин, не Лукьянов, Лукин, да. Лукин говорит, вот через 5 лет мы вырастем волкодавов, вернемся. Это момент подписания Хасавюртовского соглашения. То есть война была приостановлена, но не остановлена. И даже мирный договор 1997 года, 12 мая 1997 года, межгосударственный, все эксперты говорят, что это был межгосударственный договор. То есть Россия нарушила, она нарушала не этот только договор. Всегда все договорят. Все договорят, поэтому здесь... Да, и еще важный момент, когда говорят, что Басаев пошел в Дагестан, и из-за этого началась война, важно понимать один очень важный момент. Ведь взрывы домов в 1999 году произошли после похода Басаева в Дагестан. Если же мы уже практически уже 100% установленный факт, что дома в Буйнакске, в Москве и в Волгодонске и попытка взрыва 5-го дома в Рязани, это дело рук Патрушева, Путина и ФСБ. Тогда, получается, возникает такой вопрос. Если были все основания для того, чтобы начать войну после похода в Дагестан Басаева, то не требовалось убивать своих граждан. Правильно же? Зачем их убивать, если у тебя уже есть казус, да, ты можешь начать войну и никаких вопросов. Поэтому именно поход Басаева в Дагестан, который считается неверным шагом, с юридической, с государственной точки зрения, но с другой стороны есть такой же пример, как нападение русских террористов на Украину.
когда террорист Гиркин, военный преступник Гиркин, со своим отрядом зашел в Крым, потом зашел в Луганск и Донецк, и это не посчитали ни мировые юристы международного класса, эксперты, ни страны, ни в том числе Украина и Россия не посчитали это казусом Белла, поводом к войне, потому что Гиркин на тот период, полковник ФСБ, являлся рядовым гражданином, так как он был в запасе или уволен. Точно так же был Басаев. И точно так же, в отличие от Гиркина и Путина, Масхадов отрекся от этого похода, и официальные власти Чеченской Республики Ичкерия на митинге официально заявили, что мы не имеем отношения. Республика, государство не имеет отношения и осуждает. Что ровно наоборот было по сравнению с Гиркиным и Путиным. Когда Путин говорил, что мы будем стоять сзади ваших женщин, мы поддерживаем это, народ Донбасса и Новороссии имеет право там выйти из состава Украины там, и так далее, и так далее. И все равно это не считалось актом агрессии, потому что государство официально своих вооруженных сил не посылало. И именно потому что этот поход не был казусом Белли, поводом для начала войны, были взорваны эти дома. Да. И слава Богу, мы уже 100% установленный факт, и много этому есть доказательств, что взрывы домов в 1999 году производились по заданию Патрушева, Путина и ФСБ. Поэтому все обвинения, строящиеся, что Басаев начал эту войну, в принципе не терпят никакой, не выдерживают никакой критики. Только лишь потому, что вот я вам сейчас перечислил. Да, правильно, совершенно верно. И кто пытается навесить на Шамиля Басаева вину, да, это тоже подыгрывает вот этим Путину, ФСБ и так далее, конечно. То есть скрывая их преступления. Если даже на чашу весов поставить то, что сделала Россия, там, по сравнению с Басаевым, вообще никакой критики не выдерживает. Ну, я раньше тоже приводил этот пример, и потом на одном канале я видел вот это дело. 334 человека погибло в Беслане. 334 человека. 187 из них дети. 187, ну это, ну пускай округлим до 200, да, детей. У нас погибло 40, допустим, округлим не 42 тысячи, а пускай 40 тысяч это детей будет. И 200 это в 20. В 10 раз это 2000, в 20 раз, даже в 22 раза или больше раз, получается, если в 10 раз это получается 2000, это в 200 раз. В 200 раз. Это, считайте, Бесланская школа, но только на территории Чеченской Республики их было 200. И мы все время говорим, Беслан, конечно, это ужасная трагедия. Но эта трагедия произошла после 200 чеченских бесланских школ. И причем мы вот ни в коем случае не оправдываем. В Бельгии встречались с матерью комитет матери Беслана. Матери Беслана. Да, вот Элла Кисаева, она разговаривала с Анзором Масхадовым, мы с ней разговаривали тоже. Они обвиняют Путина в убийстве. Да, есть европейское решение суда. Да, они никогда не говорят, что это чеченцы убили, а все время нам навешивают, что чеченцы убили, чеченцы, Беслан. Норд-Ост, Беслан, да, там все это Норд-Ост и Беслан, два таких акта, которые провело ФСБ для дискредитации правительства, руководства Чеченской Республики Ичкерия. Это было умышленно сделано, потому что такого шага, да, там как убийство детей, если тут в Европе кошку, там собачку, не дай бог, кто-нибудь убьет, это считается таким страшным преступлением. Детей убили, то есть для европейского западного уха это вообще страшный грех. Захватили школу, чеченцы и так далее. Отмыться было нам очень сложно от этого. А тоже работа, естественно, этого ФСБ. И есть масса доказательств. Никто, даже если, например, до сих пор вот эти взрывы домов, да, которые так упорно пытались на нас навесить, по истечении с такого долгого времени, где хоть один чеченец, кто-то же должен быть, хоть один чеченец как-то фигурировать в каком-то деле, ничего же нету. Да, совершенно верно. Хусейн, может закончим на этом, да? Слушать
уже, наверное, стали знать. Да, сейчас мы уже более 2 часов, почти 3 часа мы говорим. В принципе, на этом можно наш стрим закончить. Спасибо, что смотрите, спасибо, что поддерживаете. Как обычно, все будет Ичкерия. Во вторник, может завтра или послезавтра, если я успею. Я как раз то, что хотел фильм вам про взрывы домов в 99 году со своими комментариями. Весь фильм мы будем обсуждать на следующем нашем стриме. Всего самого хорошего. До свидания, Адикел, Ладуган Дерезу. И надо сказать, что счастья вам, удачи вам. И надо Все сказать, будет Ичкерия. Ичкерия, обязательно будет. Да.